просто-напросто воруют твои идеи. В 90-е годы был наплыв беженцев с двух сторон. Патриотизм – это последнее пристанище негодяев и мерзавцев. Тот, кто нас заставлял стесняться данного, перенимают на себя. Зачем это было нужно? Я уже представляю, как наши друзья вырезают эти кусочки из контекста. Очень много и неадекватных комментариев. Выживут только те языки в будущем, которые есть в гаджетах. Мы автохтоны Кавказа. Из всех народов Кавказа мы единственный народ, у которых есть прямые посылки из 15, 16, 17 веков. Мы отделяем мух от котлет. Мы не воруем ничего чужого. Я точно знаю, что учебники надо переписывать. Бельгинец берештат бейтбис. Тот турист и гость – это разные вещи. Мы чуть-чуть не превратили Магаз в село. Я очень хотела бы призвать всех еще раз перестать ругать своих людей. Справедливость и только справедливость. А справедливость иногда бывает жестокой. Мы это даже не будем вырезать. Конкурс. Сегодня у нас в гостях на нашей студии Чаборс ТВ Якуб Гогиев, который является исполнительным директором историко-географического общества Дзурдзуки, Танзила Заурова, который является историком-этнографом. И здесь будет важно обозначить, что мои гости являются мужем и женой. Чтобы обойти некоторые неудобные моменты, которые могут возникнуть в комментариях, я посчитал правильным, что это нужно обозначить. Чуть-чуть, что я знаю о вас, я скажу, а дальше я вам предложу возможность самопрезентации, скажем так. Я знаю, что Якуб занимается коллекционированием и увлекается оружием, а Танзила – ковроделием. Якуб, я бы хотел, чтобы ты начал, чуть-чуть о себе рассказал. Так, как в анекдоте, говорит, начните с самого начала. Я родился в 75-м году, во вторнике. Мы так далеко не будем уходить. Я хочу обозначить, что я бывший сотрудник УФСКН, это Управление по борьбе с наркотиками. Я бывший сотрудник полиции. Почему я это говорю? Наши недруги иногда любят так писать. Мы выяснили, что ты бывший полицейский. А ты и не скрывал. Так я и не скрывал это. У меня на Фейсбуке немало фотографий в форме с оружием в руках. Может быть, и моя любовь вообще к оружию с тех пор и сохранилась. Я коллекционирую оружие. Как историческое, что допустимо, как и современное, огнестрельное. Я люблю оружие. Это, так скажем, моя отдушина. От работы, свободное время, сходить в тир. С учетом того, что ты являешься экс-сотрудником, да и даже если являлся бы нынешним, нужно обозначить, что оружие, которое имеет разрешение. Естественно. Все по закону. Тем более, учитывая, что я сам юрист, фактически получается, у меня все по закону. Отлично. Тем более, я знаю, где все, что нужно, как прятать и что нельзя в доме держать. Да. Танзила, про ковроделие можем что-нибудь сказать интересное? Я начну с того, что я занимаюсь наукой уже много лет и являюсь историком-этнографом. Работал в научно-исследовательском институте буквально до января месяца этого года. Сотрудник музея, и также являюсь председателем Ассоциации мастеров войлочного ковроделия Ингушетии. «Истинг» называется наша ассоциация. И ассоциация большая, Юахтуабетра, у нас там почти 100 человек, и это женщины, рукодельницы в основном. Это, в принципе, все мое хобби. Кроме этого, конечно, у меня увлечение есть, это растения. У меня более 500 видов растений дома, в смысле в саду. Большой красивый сад, над которым я, конечно, очень много поработала в течение 10 лет. Почему? Потому что я сама родилась в Армхи. Наш дом находится в Сосновом Бору. Я выросла в лесу. Я лесной человек. И без леса как бы не могла, приехав в пустынные Очелуки, так скажем. Я решила с собой, да. В общем, привезти и лес, и камни, и все, что мне напоминало бы о горах. В общем, я выросла, получается, в горах. Я заинтересовалась всем, что дают горы, в том числе и всевозможными историями, легендами. Записывала стариков. У меня оба деда. И мать, и отец тоже родились в горах. Мать в Лежгах, и отец в Салги. И
В общем, и дедушки, конечно, там же жили всю свою жизнь. И вот с этого началась моя любовь к истории. Замечательно. Мне интересно стало, над чем ваш союз сегодня работает, над каким проектом, может быть, вы занимаетесь сейчас? Да, да, вообще изначально я хочу отметить одну вещь. Историко-географическое общество, оно создано как научное объединение, как научная организация. Но научных организаций много. И у них каждый свое направление. Именно изначально, когда мы создавали нашу организацию, у нас задача была не просто изучить какие-то темы, издавать статьи или книги, а именно возрождение нашей национальной ингушской культуры. Даже если взять те книги, которые мы за эти несколько лет издали, например, тот же самый, если возьмем «Орнамент», мы не считаем нашим достижением издание книги. Наше достижение – то, что мы возродили и отправили, так скажем, на руки, чтобы воспитали сотни и сотни. Танзила, наверное, лучше расскажет, это как-то ее тема, что вот это войлочное ковроделие ушло в жизнь. Народ снова вернулся. И сегодня огромное количество, если не сотни женщин, которые валяют эти ковры, истинги, это искусство ожило заново. То же самое можно сказать по музыкальному атласу. Это двухтомник, мы собрали сотни мелодий, сотни песен. Но самое главное, мы восстановили вот этот чондырки, музыкальный инструмент. То есть он ожил, создали группу, ОВЛА, детскую группу, которая ездит по России, исполняет наши старинные, древние ингушские мелодии. Несколько инструментов мы изготовили и отправили в лучшие музеи по всей стране. Один инструмент у нас в ИЗО находится, второй инструмент в Шереметьевском дворце в Петербурге. И один инструмент в Глинке. Это московский самый большой музей с музыкальными инструментами. И вообще для ингушей я советую, кто побывает в Москве или в Питере, обязательно сходите в этот музей, посмотрите. Посмотрите не наш инструмент, который мы сейчас дали. Там есть инструменты, которые туда попали еще в XIX веке. Если мне не изменяет память, 1858 года, кажется, там один ингушский музыкальный инструмент был чондыгес. Так что самое главное, мне кажется, самое главное, то, что мы сделали, это именно возрождение. И в дальнейшем мы собираемся как раз работать в этом направлении. Именно возрождение. Но вот я возвращаюсь к твоему вопросу, что мы сейчас делаем и над какими проектами работаем. У нас проекты бывают в разных стадиях работы. Иногда мы просто накапливаем материал. То есть у нас нет возможности сейчас делать... Все-таки очень часто все упирается в финансы, деньги. Например, основной костяк, я думаю, сейчас сказал бы, работа по храмам, научно большая работа по храмам, и работа по одежде. По одежде, опять же скажу, Танзила, наверное, лучше вам раскроет всю эту тему, именно по одежде. А если сказать по храмам, вообще эволюция, развитие любой архитектуры, она имеет очень тысячелетнюю историю. Многие сейчас ингуши воспринимают такой вопрос, например, когда вопрос касается нашей архитектуры, им кажется, что вот ингуши появились в каком-то 13 веке или 15 веке, 16 веке, и массово застроили все эти башни, храмы, и потом массово все это забросили. Нет, это не так происходило. Чтобы, например, башня с пирамидальной кровлей появилась в 17 веке, у него есть период практически 1000 лет эволюции. Сначала люди научились обустраивать пещеры, закрывать одну стену. Потом они научились строить, возводить стены с 4 сторон, с 3 сторон. Потому что если они обустраивали пещеру, они привязаны к местности. А когда они научились уже строить, они уже выбирали местности, где есть вода, где есть пастбище. И поэтому они научились строить потихоньку, поэтапно. У нас в горах на сегодняшний день есть зафиксированные объекты второе тысячелетие до нашей эры, фактически 4000 лет. Но у этих объектов есть какие-то архитектурные детали, которые прослеживаются в башнях XVIII века. То есть та самая эволюция, о которой ты говоришь. Да, есть такая связь между ними. И как же, опять же, когда мы лет 10 назад, когда вот начали изучать эту архитектуру, мы поняли, что нельзя это все изучить вот так массово, все охватив. Есть жилые башни, есть боевые башни, есть джелы, которые хозяйственные постройки, а есть храмовая архитектура.
И мы выделили ее в отдельное направление для изучения. И на сегодняшний день мы в горах насчитали, выявили более 80 объектов. Храмов, 80 объектов. И это не считая маленькие и сильненькие. Есть столпообразные святилища. Они маленькие, хотя надо будет сказать в кавычках, некоторые маленькие эти святилища, наверное, до 4-5 метров в высоту бывают. Но мы выделили свое изучение именно объекты, религиозные объекты, храмы. Их огромное количество. И вот сейчас одно из наших направлений – изучить по возможности. Мы собрали очень много информации. Единственное, что нам сейчас не хватает, это средств на археологию этих храмов. То есть посмотреть, что там под землей. А там очень много чего интересного зачастую бывает. Вот одно из наших направлений – это как раз работа над храмами. Я добавлю, зачем археология нужна в храмах. Для датировки. Это раз. Второе, для функционального назначения этих храмов. То есть есть, допустим, христианские храмы. Как узнали, что они христианские? Благодаря археологии в основном. И, допустим, привязка к чему-то храма тоже узнается именно по археологии. Почему храмовая? Вот просто причину. Якуб не обозначил причину, потому что храмовое строительство – это наивысший этап, получается, любого строительного зодчества, если взять. Это уже конечный продукт этой эволюции. Почему? Потому что после того, как ты построил себе функционально значимые вещи для сохранения своей жизни, условно говоря, ты защитил себя от холода, да, ты сделал себе крышу над головой, потом ты защитил себя от врагов, ты соорудил боевые и сторожевые постройки, ты берешься за духовную культуру, так? И духовная культура означает что? Что все остальные базовые потребности ты уже закрыл. И она является конечным продуктом всей твоей вот этой вот деятельности. И поскольку это не шутки, иметь десятки на такой относительно небольшой территории, десятки объектов культового назначения, то есть это просто уникальная вещь, которая в такой, так скажем, плоскости и в таком объеме, с такой подачей она еще не рассматривалась. Да? Было очень много ученых, которые изучали каждый объект по отдельности, потом систематизировали их и так далее. Но, тем не менее, вопрос, для чего столько всего было построено. Вот, условно говоря, да, если все села видят друг друга, да, это та же самая Таркимская котловина, у них у всех есть по отдельности свои святилища. Потом есть у 2-3 сел общее, потом у 4-5 общее, и потом дальше у всей котловины общее, у всего народа или у целого ущелья общее. Зачем это было нужно? Это же удивительно на самом деле. Там очень много всего такого. Вот именно из-за этого мы и взялись за эту тему. Дело в том, что вообще, когда ты обозначаешь, что вот столько было культовых сооружений, это немножко, конечно, удивляет представителей любых других народов, в том числе и деятелей науки и культуры. А вот что касается второго нашего вопроса, реставрация и изучение одежды, текстиля. К слову говоря, нет ни одной монографии об ингушской одежде. То есть нет ни одной книги. При том, что я могу с полной уверенностью сегодня сказать, что из всех народов Кавказа мы единственный народ, у которых есть прямые посылки из 16-х, из 15-го, 16-го, 17 веков. Вот подойди и возьми. Даже раскопок официально там копать не надо. Открываешь лист, берешь, забираешь эти посылки, забираешь эти материальные свидетельства прошлого. То есть настолько доступного материала больше нет ни у кого. Если мы возьмем, к примеру, археологию в других местах, там, аланского периода и так далее, это всегда там копать катакомбы, там какие-то фрагменты только ткани они находят. У нас одетые женщины, мужчины лежат десятками и сотнями в горах. И при этом у нас до сих пор нет полного понимания, как выглядел средневековый костюм. Как мы с этим столкнулись? К нам очень часто обращались режиссеры, постановщики, именно те, кто работает над фильмами, работает над спектаклями, работает над постановками хореографическими. И говорят, вот нам нужен... Как выглядел в костюм, условно говоря, в 19 веке мы с вами знаем, потому что есть фотографии, так? И он, в принципе, так и сохранился как традиционный костюм. А как он выглядел в 18, 17, 16 веках, нам известно мало. Почему нам известно мало, когда у нас столько материала?
И, естественно, вот эта вот невозможность в полной мере правильно ответить этим людям нас и заставила взяться за эту тему. Просто я ставлю один момент, что даже если 100 археологических команд сегодня будет там работать, 100 лет мы не управимся с археологическим материалом, который есть на территории Республики Ингушетия, не только в горах, но и на равнине. Мы сплошмя на городищах живем вообще. Если вот так вот взять, и разные пласты, начиная с бронзового периода, даже еще более раннего, и до позднего Средневековья у нас есть все пласты. И у нас очень, тотальная нехватка археологов и этих работ и так далее. То есть, возвращаясь к одежде. И тут толчком стал этот царинский склеп. Дело в том, что... Саморазрушившийся. Да, дело в том, что мы не можем извлекать оттуда материал и смотреть его, потому что у нас нет ни разрешения, у нас нет ни реставраторов, у нас нет людей, которые работали с костюмом. И получилось так, что уже некуда было деваться. Склеп разрушился, тела стали вытаскивать, их начали хоронить обратно, потом они восстановили этот склеп, перезахоронили, но текстиль нужно было снять. А текстиля там, видимо-невидимо, но около 250 тел. Тройные платья, потрясающие головных уборов там такие, как мы их уже почистили, отреставрировали. Когда мы их подадим и покажем, вы не поверите, что у нас такие головные уборы были. У подростков отдельно, девочек, у подростков, мальчиков отдельно, у детей отдельно. У там, 16-17 лет там девочки отдельно, девушки замужние. Это просто вот прямо из этого склепа вот колоссальное количество материала различного типа там обнаружено. Мы сами, честно говоря, несмотря на то, что мы многие вещи уже знали, мы были немножко в шоке. Что самое интересное, оно же повально везде. То есть, если вы раскопаете в склеп, условно говоря, Фалхан, это Армхинское ущелье, Оздик, это там напротив лагеря Ирзи, Пялинг, Цори, куда бы вы ни пошли, в Цоли, там Бишт, там везде одна и та же культура. Это башенная культура, культура ношения одежды и все остальное, и духовная, естественно, была также. То, что все это не исследовано, и то, что у нас огромное количество белых пятен, это не наша вина. То есть все 20-е столетие, когда все остальные народы, условно говоря, они себе писали историю. При этом государство позаботилось о том, чтобы в тот момент были очень хорошие этнографические, археологические экспедиции. То есть они не за счет своих ресурсов это делали. Присылались команды с Москвы, которые работали над тем или иным вопросом. Фольклор, там, любой, какой бы вы ни взяли. Но получилось так, что вот в разгар этих работ, там, 20-е годы прислали эту команду Семенова, команда Семенова стала работать, сюда и Крупнов приехал, там, и они начали работать. Получается, что уже в 30-е годы нас объединили с Чечней, и необходимость в них отпала. Эти труды, которые они успели издать в течение 10 лет, там был хороший рывок. До сих пор мы ими пользуемся и пользовались. Все историки только ими и пользуются, потому что других, в принципе, потом было очень мало. А потом уже все. Потом уже забвение. До 90-х годов. Что происходит в 90-е годы? Вроде бы, все должно было вернуться. Мы как только восстановили республику. В 90-е годы был наплыв беженцев с двух сторон. Был полный коллапс культурный, полный коллапс во всех отношениях. То есть у нас не было ни возможности, то есть финансовые, это раз мы знаем, какая финансовая ситуация была. То есть даже те, кто хотел бы исследовать, те, кто хотел бы проводить археологические раскопки, был этого лишен, потому что и финансовая ситуация такая была, и экономический кризис у нас был, и вот этот вот коллапс культурный в этом плане. Я знаю, что вы проводите работу издавна, по большей степени раньше это было, скажем так, за кадром не медийно. Что послужило тому, что на сегодняшний день вы, скажем так, вышли в свет? Что поменялось? Зачем это нужно? Нужно ли это вообще? Нужно. Причин много. Во-первых, одна из причин, почему немножко пришлось уйти так с эфира, это известные события 18-го, 19-х. Они иногда и до сих пор их отражаются. С другой стороны... Я не знаю, даже нужно ли об этом говорить. Мы столкнулись с тем, что просто-напросто воруют твои идеи, твои планы, твои наработки. Это внутри или извне? И извне, и внутри. Очень часто бывает, ты в какой-то беседе или как-то рассказываешь о каких-то своих планах, и через какое-то время ты видишь, что какие-то люди это озвучивают как свои идеи. Нам не было бы жалко. Наоборот, Аллах метляши, тухант ирдук дадех кархудер схаитица, даквачи, низ некат, дехазадеха чултеха,
баргаттен ахушдар тухбата ячулда. Но хахам ложда дадехач. Да хочется ищи дякач, сбегать дякач сюда. Поэтому мы все-таки решили более ярко, более яснее озвучивать свои виды работы. Например, ту же самую социальные сети, Инстаграм. Мы знаем, что Facebook, в принципе, уже умирает. Умер уже, точнее. Инстаграм мы не особо вели, я, точнее, не вел. Но в последний год-полтора я начал более активно его вести и рассказывать о своих работах, о своих наработках, о тех, которых можно еще рассказывать. Да и к тому же сейчас мы все замечаем, что очень такая болезненная, острая тема – это история. Люди интересуются, людям нужно, люди сголодались по таким вещам. Поэтому все-таки мы посчитали, что неправильно будет эти какие-то свои, те знания, которые у нас есть, это скрывать или как-то не говорить об этом. Тем более, когда ты издаешь книги или статьи, не все же читают книги сейчас. Тем более научные статьи, все тоже. А социальные сети – это все-таки та возможность иметь контакт с населением. И поэтому одна из причин, вот мы решили все-таки доводить эту информацию, которая у нас есть. Это 15-16 лет нашей работы по архитектуре, по археологии, по этнографии. Вот все-таки мы решили дать возможность людям узнать то, что у нас есть. Однозначно социальные сети намного, во всяком случае для подрастающего поколения, намного больше влияют и больше черпается из социальных сетей, нежели, как ты сказал, в меньшей степени из книг на сегодняшний день, к сожалению. Самая главная цель вообще, почему, например, мне очень тяжело, вы понимаете, что ингуши сами по себе, наш менталитет требует от нас скромности, наш менталитет требует от нас всегда... Мы привыкли находиться в тени. То есть мы делаем что-то делаем и не особо это обозначаем. Мы очень закрытые, вообще как общество. Мы не спешим, очень многие, в основном я имею в виду, не спешим озвучивать на публику свои мысли. Мы очень-очень щепетильные к своей личности и к своему авторитету. Естественно, мы понимаем, что когда мы выносим все на площадку какую-нибудь социальную, там это может быть и очень много и неадекватных комментариев и так далее, и это все очень сильно задевает. То есть мы не можем на это смотреть отстраненно. Вообще сами по себе ингуши, я заметил, мы очень щепетильны по отношению к своему авторитету, к тому, что о нас говорят. И, конечно, тяжело все выносить и все говорить в социальных сетях. Я лично себя ломала, прежде чем выйти на публику. Но я понимала, что не выйти нельзя. Очень много у меня было попыток сделать вот так, чтобы те блогеры, которые уже есть, озвучивали очень важные темы относительно истории, культуры, потому что я понимаю, что это сохранение национальной идентичности, культурной идентичности народа. Очень много дезинформации в интернете, колоссальное количество фейков, и за этими фейками следуют. Эти фейки, какие бы они были, так скажем, неправдоподобны, если их человек говорит уверенно, за ними все равно идут и в это верят. И нужно их развенчивать. Прежде всего, фейки запускают в целях. Очень часто применялся этот, кстати, метод еще в советское время, когда тебе вменяют комплекс неполноценности в связи с твоим культурным наследием, в связи с твоей историей, в связи с твоим прошлым, пытаясь сделать тебя виноватым за то, что у тебя есть такое прошлое. Это активно внедрялось для того, чтобы ты стал советским человеком, условно говоря. Ты стал никем, если по большому счету. То есть без своих корней, человек, который стесняется своих корней, не передает их по наследству, не передает эту информацию дальше, и все. И они имеют человека, который, условно говоря, свободен от всех кодов, культурных кодов, которые несет в себе тот или иной народ. Те же самые инструменты действуют сейчас. Они, притом, на нас действуют со всех сторон. Одна сторона – это те, которые непосредственно заинтересованы в том, чтобы мы перестали ассоциировать. То есть мы не можем физически перестать существовать, так? Это понятно. Физически нас никто не собирается уничтожать, условно говоря. Но, тем не менее, сделать так, чтобы мы стеснялись своего прошлого, стеснялись называть себя ингушами, обозначать свой экзоэтноним,
такие работы проводятся. И проводятся притом в разных направлениях, ну, то есть на разных пластях. Это рядышком сначала, потом еще есть, конечно, глобальное, когда работают уже со многими народами. То есть, условно говоря, из нас там делают потребители, и это не... Ну, это всем известные какие-то... всем известные инструменты, они существуют, они через СМИ, они через эти социальные сети, они через тот же самый Голливуд, условно говоря, вот так вот, и через те же самые мультфильмы. По стиранию культурной и национальной идентичности активно работают очень много групп с нами. И мы, получается, самые уязвимые по отношению ко всем ним. То есть у нас не проводится альтернативная работа, которая бы могла укреплять, наоборот, наши позиции. Она нигде не проводится. Ну, то есть, очень мало людей, которые сегодня включились в этот процесс. Один из них, допустим, вот эта вот площадка, да, потому что в СМИ мы нигде практически не представлены. Это же так? Где мы представлены? Да, то есть у нас вот те блогеры, даже те, что есть, у нас нет тематических блогеров, которые вот занимаются конкретно хотя бы одним направлением, без разницы каким, но касаемо нашего культурного или исторического, любого составляющего, без разницы. Какие у нас блогеры есть? Люди, которые обсуждают магазины, там, обсуждают одежду, косметику. Там, они имеют на это право. Просто я что хочу сказать, мы не представлены, и наш, условно говоря, пользователь социальных сетей не видит альтернативы тем фейкам, которые существуют. Мы поэтому включились в этот вопрос для того, чтобы разъяснять. К примеру, буквально вчерашний пример. Большое количество людей у нас неправильно думает, такая узкая тема, маленькая тема, халтымыш, да? Мы с вами знаем, что очень многие государства спорят между собой за какое-нибудь блюдо. Притом очень крупные государства, среди них есть ядерные державы. То есть это не мелочь, на которую не стоит обращать внимание. Это вещь, это твое прошлое, это часть твоей культурной идентичности, потому что это часть твоей пищи. Часть от других народностей. Даже если она не отличительна, у тебя есть свое название к этому, у тебя есть свои обряды к этому, у тебя есть место, где ты ставишь, или где это уместно или неуместно. То есть целая система вещей, которые связаны вот с этой мелочью. А халтымыш ешь. И все там начали говорить, ой, у нас не было таких халтымыш, у нас только вот такие были. А я-то понимаю, что такие вот, например, условно говоря, эти тоненькие квадратики, появились только когда появилась, доска отшлифованная, да, и раскатка. Все остальное время... Ровная поверхность, условно. Да, исторически они были другими. Но почему люди вот так вот думают и считают? Потому что им никто это не разъясняет и не показал. Никто не показывает. Вот ингушская традиционная кухня, как все ставили, как это... У нас есть все современное, но в историческом плане нам не показывают. И у нас в связи с этим возникают какие-то определенные стереотипы, которые вот точно так... Эштмархандасас, все по-другому не было. Или же, допустим, кто-то начинает бояться каких-то вещей касаемо наших простых традиций и обрядов, считает, что это какое-то исламское страшное, и что он впадет там в неверие там, и так далее. Мы просто показываем, что изначально все обряды и все традиции имели исключительно функциональную особенность. Их никто не сидел и не сочинял. Никогда никто себе не усложняет и не сочиняет. Они внедряются только там, где нужны. Где вот это тут и сейчас, вот эта вещь нужна, она необходима. И как только она перестает быть необходимой, то есть функциональное значение пропадает, это просто остается как красивая традиция. Вот очень важно это разъяснять. Наши очень сильно боятся всего неизвестного. То есть они боятся ошибиться, неправильно что-то сделать, неправильно что-то подумать, неправильного действия. Очень много таких людей. И просто нужно людям разъяснять. В дополнение к твоим словам, то, что заставляет нас условно стесняться наших там традиций, обычаев и так далее, потом мы можем это замечать, что впоследствии тот, кто нас заставлял стесняться данного, перенимают на себя впоследствии. Это часто бывает. Это как это специально тенденция. делается. Это тенденция. Специально делается. Основная цель. Вот у меня вопрос. Мы же часто сталкиваемся с нападками с разных сторон на тему традиций, там, обычаев, обрядов, там, чего бы там ни было. Все, что касается истории, в частности, ингушей, Ингушетии. Почему мы себе не позволяем делать то же самое в таких же условно нелицеприятных высказываниях и неподобающих вещах, скажем так, чтобы вот так же ответить? Почему мы не можем сделать то же самое? Мы не можем, просто не можем. Во-первых, Чебор, смотри, ты знаешь наши страницы в Фейсбуке,
какие только они у нас есть. Моя страница везде, только где она есть, подписана Якуб Гогиев. Там стоит моя фотография. Я понял, чего ты клонишь. С Юхду Аллахцу. Или говоря по-европейски, мы с открытым зербалом идем. Мы ни от кого не скрываемся. Естественно, все, что мы говорим, это говорим то, что есть. И мы себе не можем позволить уходить на ихний уровень. И мало того, опять же, возвращаясь к нашей организации, работа нашей организации, мы отделяем мух от котлет. Мы не воруем ничего чужого. Даже ту часть научной работы, которую мы сделали, опять же, возвращаясь к тому музыкальному атласу, когда мы работали по архивам, во время Чечено-Ингушетии нашу культуру очень сильно смешали. Некоторые вещи очень сложно действительно узнать, где наши, где чужие. Как и язык. Да. И поэтому мы публиковали тот же самый орнамент, ковер или музыкальную мелодию, которую мы находили, только в том случае, если у нас были точные ссылки. А если у нас, например, в какой-то мелодии было сомнение, это наша или не наша. Вот специалисты, которым мы дали послушать, они говорят, вот эта мелодия имеет отголоски вот с этим, а это точно ваше. Мы все равно его не включали. Потому что нам чужого не надо. Мы берем свое. И нам нет необходимости у кого-то что-то воровать, приписывать. У нас своего более чем достаточно. Просто достаточно это все извлечь и популяризировать. Поэтому нам нет необходимости делать левые анкеты, грязные анкеты, копаться в каких-то... Ну, ты согласен с тем, что количество комментариев от таких левых пустых страничек, они все-таки формируют некоторое мнение в обществе? Те, кто читают и следят за твоей страницей. Первые самые страшные жертвы вот этой пропаганды, они сами, не мы. Они поверили в свою собственную пропаганду. Ты понимаешь, за последнее время, вот, например, даже общаясь с нашими молодыми ребятами, я все больше и больше вижу, что у нас формируется свое национальное самосознание, точнее, оно очищается от всяких ненужных нам элементов. То есть вот эти нападки, они как раз идут и к нам на пользу. Понимают ли эти... Не понимают. Я, как сказал, жертвы ихней пропаганды, они сами. Только они сами. Только они сами. Потому что, вот, например, иногда ты смотришь, как они общаются между собой, они верят в свои фейки. Они действительно думают, что чуть-чуть додавить, и ингушей не станет. Сколько раз там нужно было повторить вымышленную условную правду, чтобы в нее поверить? Там какая-то статистика была. Главное, по-моему, 10 или 15 раз повторить, и ты веришь, но там была точность, ты сам начинаешь в это верить. Не тот, которому ты говоришь, а сам. И они сами поверили эти в свои фейки. По всем законам мироздания, так скажем, по их правилам, по всем, включая, допустим, руководство Советского Союза, на этот момент, на 2026 год, мы должны были быть историей Чебурса. Нас не должно было быть уже. Понимаешь, сделано было все. Тотальная пропаганда была в течение всего советского периода. Сделали все возможное, убирали и язык, и печать, и что только, и унифицировали все это. И вот, условно говоря, там 40 чего-то там, и одно ингушское. Наша борьба ничто по сравнению с тем, какая борьба была у нашей интеллигенции в 30-е годы и 60-е, 70-е годы. Какой прессинг был у этих людей и от государства, и в том числе от тех, кто не хотел, чтобы ингуши были самостоятельными, отдельным народом. То есть мы всегда были отдельным народом, но была сделана большая работа, чтобы мы просто стали частью чего-то. И понимаешь, с очень многими народами так сделали, с очень многими народами. То есть таких же жертв, так скажем, по принципу того, что меньших пытались, так сказать, меньших пытались ассимилировать в среде большего количества. А в нашем случае еще и против нас сыграло то, что мы занимали стратегически важную территорию. Это Центральный Кавказ и место рядом с Дарьяльским проходом. Это одна из самых ключевых, получается, на Северном Кавказе точек. И нас нужно было отдавить оттуда. А поскольку ингушам должны, условно говоря, эту землю, а если мы станем частью, допустим, чеченского народа, чеченцам уже ничего не должны.
То есть если мы будем частью... И все были заинтересованы в том, чтобы мы стали, начиная вот того, что уже наносили правки, вот исследователь пишет, приезжает к нам, изучает нашу уникальную культуру, он отправляет какой-то печатный материал, и каждое издательство вносит правку, что мы... Вот он пишет ингушевский народ, да, а ингушевский народ – это часть чеченского племени там, и так далее. То есть потом эти правки в газетах и в периодических изданиях уже в следующих как правка убирается, и как факт уже как будто бы это от самого автора уже дальше идет. И эта работа проводилась, знаете, с какого момента? Как только закончилась Кавказская война. Вот все, уже передел начался, и они вот, кто неудобен... Ну, то есть уже о нашей высылке даже говорили в свое время, да, те же самые декабристы не хотели, чтобы мы здесь были. Надо их как-то отдавить, надо что-то с ними сделать. Нас было тогда мало, и им казалось это очень легко выполнимой задачей, поскольку такие же мероприятия относительно, допустим, к примеру, некоторых северных народов у них прошли успешно. А так получилось, что мы оказались слишком упрямы, и все-таки сделали все возможное, чтобы восстановить. Вот любят говорить, что сделать республику. Нет, чтобы восстановить свою республику. Мы ключевую роль сыграли и в установлении здесь советской власти только для того, чтобы иметь свою эту, отдельную республику. Только поэтому. Не потому, что там большевики или идейно за них шли. Мы шли за свою землю. И то же самое потом произошло как в 90-е годы. Как только у нас получилось, мы восстановили свою республику. И то сейчас нас гораздо больше. И я не знаю... Чем руководствуются те, которые еще продолжают мечтать о том, чтобы мы перестали существовать как отдельный народ, поскольку нас больше уже в 20 раз, чем нас было в 19 веке, и тогда с нами ничего не смогли сделать. Потом с нами не смогла сделать эта пропаганда мощная, а какая она была в Советском Союзе, вы все прекрасно знаете. А что они сейчас это сделают? Я считаю, это вообще очень напротив, вся работа, которая проводится сейчас против нас, на наших глазах просто формируется не только национальное самосознание. У ингушей было всегда. Мы очень были монолитны и закрыты. Как я сказала, мы всегда были монолитны. Мы объединялись чуть что, и об этом очень многие пишут. Тут невольно напрашивается вопрос о системе тейповости нашей. То есть в нашем обществе, чтобы выжить, чтобы утвердить свои позиции там, и так далее, кто-то должен быть впереди. В нашем случае у нас мощно работает система тейповости. Но бытует, однако, такое мнение, что эта система себя изжила. Кто-то говорит, даже представляя к этому, скажем так, что система тейповости дискредитирует, вернее, систему тейповости, добавляя туда, что это один из факторов коррупции. Что вы можете сказать по этому поводу? Я абсолютно с этим не согласен. Во-первых, как можно соединить систему тейповости и систему коррупции? Ну, мол, есть условный руководитель, и он там себе в подчинение берет только своих. Нет, подожди. Уточним. У нас эта система есть, да, действительно приходит какой-то руководитель, набирает своих родственников, но он никогда не набирает своих родственников из тейпа. Он не родственник, а родственники это не тейп. Например, подчеркивай будут или там открыто чиновнику. Суши тейпа на хатки, лаищи тейпа на балда упоместили сумню. Шигаргалнах это клановая система. Не путайте тейповую систему и клановую систему. Клан можно создать из чего угодно и из кого угодно. Да, у нас есть эта коррупционная система. Она есть везде. Ну, как сказал один большой чиновник, если разрушить коррупцию, всю экономику России можно развалить. Но не путайте тейповую систему и клановую систему. Иногда у нас что происходит? Как раз эта тейповая система, она мешает этой клановой системе. Кланам... В положительном ключе. Да, вот эти кланы, которые создали коррупционные схемы, они бы очень хотели бы более развернуто здесь работать. Но как раз упираясь в вот эту тейповую систему, которую они не могут контролировать, не могут управлять, они немножко, выражаясь таким молодежным языком, дают заднюю. Иногда какой-нибудь коррупционер, обнаглевший от шальных денег, начинает чувствовать себя местным князьком, пытаться кого-то задавить, какого-нибудь молодого человека или девушку. Именно тейповая система их охлаждает. Им дают понять границу, через которую нельзя переходить. Например, именно это хорошо было видно в 2018 году и в 2019 году.
когда некоторые наши товарищи, как скажем, попутали берега и решили, что они здесь хозяева или князьки, именно тейповая система им показала границы, через которые переходить не стоит. И правда, и думать, что тейповая система – это такая... То, что тебя от всего защитит, убережет, этого тоже не стоит думать. Там тоже есть определенные границы, когда тейп может и встать, и может и промолчать. Например, мой тейп, я из рода Лалухоевых, Лалхой. У нас очень хорошая система поддержки друг друга. У нас более 20 фамилий. В случае чего, ЧП или какого-то, мы можем объединиться, защитить своего человека. Но опять же, не стоит думать, что там, например, если кто-то занимается, так скажем, нехорошими делами, те же самые, например, торговлей наркотиками или какими-то порочными поступками. Этого человека не то, что защищать, его даже выкидывать из этой тейповой системы. То есть с топором, конечно, за ним никто не бегает, но просто игнорирует. А зная наше общество, игнор – это страшное оружие. И плюс, опять же, что такое тейповая система? Мне кажется, она получила вторую жизнь после объединения с Чечено-Ингушетией. То есть, что у нас получилось? Мы постоянно возвращаемся этим к 10 годам Ингушской области, которая просуществовала от 20-х до 30-х годов. 24-34. Да. Наука у нас это золотой век для науки были, для государственной это было золотое время. Когда нас объединили, вся наша интеллигенция, все наше руководство уехало из Ингушетии. И мы здесь оказались как дети без отца, без родителей, без ничего. А как-то жить-то надо, как-то управлять-то нужно. И вот тогда мы вернулись к этой тейповой системе. То есть она получила как бы дополнительное дыхание, к сожалению. И это заработало. И к сегодняшнему дню мы пришли с этим. То есть тейповая система у нас очень сильна. Тейповую систему, опять же, вот некоторые... Мне кажется, вот плохим людям с плохим умыслом, вот им как раз она и мешает. Те, которые хотели бы нами управлять, дергать за ниточки. Так что она не изжила себя. Тейповая система живет себя тогда, когда мы сможем построить настоящее государство, настоящую государственную систему, которая закроет необходимость существования каких-то тейповых объединений. Вот тогда да, но сейчас пока это... Ну, это из области идеального мира. Идеально, но его пока не будет. А пока все это будет, тейп будет сохраняться. Я как этнограф скажу, что ни одна система, если она себя изжила, не будет существовать. Она не будет существовать. Она существует до тех пор, пока закрывает хоть какие-нибудь потребности членов общества. Она очень часто, вот эта тейповая система, является сегодня финансовой подушкой. Она сегодня является гарантом, очень часто гарантом здоровья, жизни и так далее, членов общества. У нас нет других сегодня вот реально гарантийных инструментов. Очень часто, ну, в общем, если взять про коррупцию и говорить про коррупцию, то тогда вопрос, да, в связи с чем тогда коррупция в других регионах и в других местах, где тейповой системы не существует? Она же везде одинаковая совершенно. Иногда она очень... И не только в нашей стране, она везде есть, куда бы вы ни поехали, но очень часто, если ее специально не изживали, но она существует. И там точно нет ни тейпов, ни кланов и так далее. То есть, как было сказано, есть система общая, все. А есть у нас вот своя такая родовая необходимость в родовых вот этих вот ячейках. Для чего? Для того, чтобы... То есть, если вы посмотрите, когда возникает какая-то проблема, тут уже прибегают люди, которые объединяют какая-то общая идея, да, чтобы решить эту проблему. Будь то проблема экологии там, или здравоохранения и так далее. То есть, допустим, условно говоря, если вы возьмете сегодня Дагестан, да, вроде бы разрозненный, вы видели сегодня, когда у них было наводнение, как люди объединялись, создали быстренько свои какие-то, скоординировались. То же самое, вот, она существует, потому что есть у нас в социуме вопросы, которые нужно решать, и ими никто не занимается. В связи с этим появляются и общественники, в связи с этим есть вот эта вот тейповая система. Вопросы... Сегодня какие вопросы закрывает тейповая система? Когда у кого-то какие-то проблемы, погорельцы там, и так далее.
сбор каких-то средств, помочь кому-то, там, я не знаю, тоже какой-то беспредел по отношению к одному из членов семьи. Ну, то есть, допустим, я себя считаю защищенной, потому что у меня есть, условно говоря, свой родной тейп, да, Селкхой, и есть Мерцей тейп Луалхой. Когда у меня проблемы, к кому я иду? Разве я пишу заявление куда-то, или я обращаюсь к какому-нибудь чиновнику, я иду к кому? Я иду к старшим своего тейпа. Для чего я иду? Потому что я знаю, что они придумают что-то или сделают так, чтобы защитить и решить мою проблему. Когда со мной какая-то несправедливость, я иду к ним, излагаю, какая у меня проблема, что и как. И там они решают, что нужно сделать, и у них есть ресурсы, когда люди объединяются, ресурсов-то больше. То есть есть люди, у которых есть свои какие-то сферы влияния, есть люди, которые, допустим, у которых есть какие-то связи, и все, они решают эту проблему очень часто. Конечно, она не может быть совершенной, как вот вообще ничего. Переходя к этому, из того, что мы уже озвучили, какие минусы есть этой системы в нынешнее время? Вот минус, в 21 веке. Вот единственный минус – это как раз-таки то, что мы не можем, допустим, вот один из минусов, когда мы не можем с чиновником разбираться с помощью законодательства. То есть мы не можем использовать все инструменты и ресурсы, которые нам дает законодательство, против этого человека, потому что тут уже включается опять-таки тейп, и это все выходит на плоскость тейпа. Опять-таки, это не значит, что я останусь ущемленная. Это переходит в другую плоскость, где это решается уже по-ингушски. То есть там тоже какие-то могут быть по отношению ко мне компромиссы. Это все-таки компромиссная ситуация получается. Но в любом случае у меня нет возможности использовать законодательство против этого человека. Потому что уже мне приходится... И он подключает уже свой тейп, потому что у него проблемы, да? Этот тейп связывается с моим тейпом, и наши тейпы решают эту ситуацию уже на другой плоскости. Не на такой, допустим, на какой бы мне хотелось. Куда ты лезешь? Мы же все родственники друг другу. Вот, например, у нас были такие моменты, когда ты затрагиваешь деятельность какого-то человека, плохого человека, особенно на заре наших организаций Дзурдзуков. Плохого человека не будем говорить, плохого чиновника, скажем. Плохого человека, так скажем. Естественно, точно так же подключались его родственники, которые являются нашими родственниками, просьбой не трогать этого человека. Не обязательно чиновника. Это может быть человек, который, просто вот что-то сделал плохое, и ты начинаешь об этом, ты начинаешь предпринимать какие-то шаги, и тут же включаются люди, которые говорят: хорошо, мы больше не будем, он больше не будет, но вот этот вопрос... Окей. Эта система, она имеет трансформацию, допустим, пару веков назад и сегодня? Что-нибудь поменялось? Поменялось. Например? Например, во-первых, любая организация, чем больше она становится, она более трудноуправляема. И она немножко расходится. Система управления меняется. Если, например, даже взять, мою фамилию Гогиевых, именно это одна ветвь из рода Лолохоевых, 100 лет назад у нас было около 40 домов. Всего лишь. Было одно централизованное управление, всегда был один старший человек. И система управления была более плотная. На сегодняшний день у нас более 200 домов, естественно, там не доходящие от того. Система меняется, система управления меняется, количество интересов меняется. Так что она меняется, и подход меняется в системе. Проблема мужского. Ну, то есть проблема в данном случае это исключительно в разрастании. Вот этой общности, скажем так. Разрастается. Только в этом. И по мере разрастания она себя и живет. Да. Настанет момент, когда уже невозможно будет ее существование в таком количестве людей. Существует тейповая система исключительно благодаря тому, что у нас еще какое-то определенное количество людей. Все. Ну смотри, знать в тейпе 40 семей, например, даже если взять мое детство, когда мне было 15-16 лет, тейпы мог бы всех. У нас все дворы были между собой соединены. Вот наш двор моего дедушки, он имел входы во всех наших соседей. Мы могли переночевать у любого своего тейпового соседа.
А на сегодняшний день выросло такое количество молодежи. Даже сегодня я иду по улице, смотрю, стоит девушка и парень. Говорю, а это кто? А это говорит, наш Амбиш, Гоня Амбиш. Им по 20, по 25 лет. То есть количество людей увеличивается, ты уже... Алхамдулилlah, это хорошо. Это хорошо. Очень Это хорошо. очень хорошо. Это не проблема. Да, Переходя- и еще, Чеборс, я скажу по поводу того, ты сказал, что раньше и сейчас, да, раньше было больше инструментов для воздействия на человека. То есть раньше, условно говоря, игнорирование этого человека для него было смерти подобно. То есть он это считал самым страшным наказанием из всего, что может. Сегодня человек может сам себя прокормить и защитить автономно, и поэтому инструментов воздействия на негодяя, то есть система тейповая – это же не только та система, которая защищает своего человека. Система тейповая – это та, которая может наказать своего человека, если он неправильно поступает. Вот инструментов наказания гораздо меньше сейчас. Можем сказать, что Один- система тейповости – это система справедливости. Попытка, по крайней мере, попытка, так скажем, урегулировать вот это все социальные вот эти отношения. Это справедливость. Кстати, интересный момент. Взять систему управления. Мы же по римскому праву живем. Что такое римское право? Что оно подразумевает? Совершение преступления и наказание его. Так? То есть ты совершил преступление, тебя наказали. Вся система так и строится. Если ты не совершаешь преступление, тебя наказать невозможно. Шариат. На первом месте религия. А на первом месте, система нашего управления была справедливость. Только справедливость. Пацабар, чирлахар, келлер, харс, наказание. Справедливость и только справедливость. А справедливость иногда бывает жестокой. То есть вся суть вот этой тейповой системы, перед сам сделал тейповую систему, там всегда идет относительно справедливости. Вот мне это было интересно А услышать. справедливость иногда бывает жестокой. Но при этом у нас не было телесных наказаний вообще. Кроме Вообще личных. никаких. Хабы. Кроме, переходили на самый пик возможного наказания. Это отдельная мера. У нас не было телесных наказаний в виде Правильно будет казней. сказать, не было телесных наказаний от общества. Казней не было просто. Да, элементарно. общество не могло кого-то физически наказать. Общество могло только игнорировать. А пацаба, хайчирлах уже индивидуально, это дело личного. Личной семьи. Переходя на другую тему. Что для вас патриотизм? Кто начнет? Не люблю я это слово. Как сказал один человек, патриотизм – это последнее пристанище негодяев и мерзавцев. Это действительно так. Если сейчас послушать наше телевидение или какие-то даже газеты, там много патриотов сидят. Я опять буду, наверное, Особенно они проявляются каждые 5 лет. Да. В конце наступления 5-го Люди, года. которые в 18-м передали наши земли, они тоже себя считают патриотами. Люди, которые, так скажем, не совсем честно поступили в 92-м году относительно нашего пригородного района, они тоже себя считают патриотами. Так что... Голубятля, шейкабани яхьярлык патриот. Шейкабани яхьярви. Не надуманно, не для красивых слов, не для каких-то действий. Слышишь, вообще даже в будешь почву, нахбы шейкабани яхьярлыш, шейхамгулк чакдяхка. В исконном понимании этого слова. Шейкабани яхьярви звук патриот, сукята чулда. А сопатриот, не нравится мне это слово, если честно. Очень не нравится. Интересное мнение. Это термин. Ты говоришь о термине. А если мы возьмем, что такое патриотизм? На патриотизм, вот сегодня патриотизм, он может быть в разных формах. К примеру, патриотизм – это прежде всего заинтересованность в будущем своего народа. Заинтересованность. Без разницы, как ты его видишь, но главное, ты видишь его. Будущее своего народа ты видишь. Тот, кто отрицает будущего своего народа, вот для меня он не патриот. Все. То есть он не видит будущего. Не видит, подсознание не желает. То есть подсознанное не желает, это он не видит его. И вот я скажу просто простую вещь. Если в семье много детей, и они их воспитывают, просто нормально воспитывают, это уже патриот. То есть человек, который
Не обязательно ему писать там труды, там что-то еще делать для народа там, и так далее, но он уже патриот. Человек, который выходит, убирает с дороги что-то, с точки зрения ислама, даже если он убирает, даже он не думал о патриотизме, да, но он убирает. Или же не бросает этот мусор, подумав, слях дакер. Хотя бы не делает хуже. Да, и с точки зрения ислама тоже, даже если он не гетёж, он просто соберет этот мусор и уйдет, просто ему некомфортно, некрасиво, что он там валяется. Ему некомфортно это бросить там. Без разницы, он все равно патриот. Если он, допустим, имея возможность где-то выбросить, там, я не знаю, строительный материал у речки, но он подумал об этой реке и подумал о том, что да меня же ее как-то сохранили вот этой чистой, давай я ее тоже сохраню для своих. Вот он патриот, потому что он подумал о будущем. Человек, который думает о будущем, и о тех, кто вот после меня будет жить, хоть в чем, не без разницы, там, посадит дерево и подумает, после меня пусть там кто-нибудь, может, попитается, или же пусть эти животные попитаются. Это уже патриот. То есть человек, который приходит в магазин и говорит, вот он предприниматель, вот, допустим, Сылуалховакас, там, или еще кто-нибудь, вот ему тоже детей надо кормить. Поддержит своего. Здесь дороже, чуть-чуть дороже. Но цинцак мудудис, он же своих детей будет кормить, он же не чужих будет кормить. А эти дети, его благосостояние, это, возможно, мой будущий родственник. То есть, возможно, я сегодня своим этим, условно говоря, 2-5 рублями помогу ему в будущем заработать состояние, а за них выйдет моя дочь. То есть я могу в будущем думать о том, что этот человек будет хорошо жить. И чем больше людей хорошо вокруг нас живут, как мой дядя всегда говорил, это правда. Это мудрость прошлого. Если вокруг вас люди бедные, а вы один богатый, вы не богаты, вы не можете быть богатым, когда все вокруг бедные. Одинаково должны богатеть. Мы должны думать друг о друге. Если мы возьмем, условно говоря, очень известный народ, мы не будем его озвучивать, они покупают только друг у друга. Понимаете, они оказывают услугу только друг другу. То есть в этом плане у них как получается, что они друг друга поддерживают. Нам нужно друг друга поддерживать и в финансовом плане. Нам нужно нашу землю беречь. Если, допустим, кто-то выбрасывает батарейку, подумал, если я выброшу, воды, которые здесь протекают, они текут в наши же краны, и они будут загрязняться. Лучше я не буду выбрасывать ее. Я каким-то образом утилизирует, поедет куда-нибудь, сдаст ее. Это уже патриотизм. То есть он проявляется в мелочах. Это просто то, над чем вы думаете в будущем. Не обязательно вы при этом осознаете, что вы думаете о будущем там, своей республики. Вы, может быть, это делаете из боязни Всевышнего. К примеру, да, вы не загрязняете из боязни Всевышнего, из боязни впасть из-за этого в грех, но тем не менее вы уже патриот. Я так считаю. И очень важно, кстати, вот по поводу, вы сказали, поддерживать своего. Почему? Потому что если вы видите, у нас очень часто говорят, наши там дороже продают и так далее. Дороже продают, потому что сетевик, который заходит на ваши рынки, имеет такие же магазины в других, он уже там вытеснил всех местных, он там уже добавил хорошенечко. Здесь после того, как вытеснил своего конкурента за счет демпинга цены, вытеснил, а потом он добавил... Здесь он уже играет вами, он здесь пока снизил свои цены, пока вы не вытесните местных. Потом он уже, конечно, будет отыгрываться и просто заберет все свое с лихвой. Но, тем не менее... И еще его деньги уходят из республики навсегда. То есть вы отдаете, условно говоря, здесь вы могли бы там за 5 рублей, а там за 10 рублей. Но вы эти 5 рублей отдаете, и они навсегда из республики уходят, навсегда. И они никогда к вам не вернутся. А 10 рублей, когда вы отдаете, да, вы переплатили, но эти 5 рублей, сделав большой круг, накормив там сотни семей, возвращаются к вашему дому. Потому что вы тоже больше... Элементарная экономика. Да, вы тоже на 5 рублей больше просите, чем ваши... Мы все чем-то занимаемся также. И, допустим, если вы покупаете хлеб у, допустим, местного производителя, она идет, покупает мясо у местного производителя. Мясник
То есть этим мясом она кормит своих детей. То есть одни уже, да, одна семья получила хотя бы ужин получила, к примеру говоря. Мясник идет, покупает у кого-то воду, его дети получили воду в этот день, они выпили эту воду. Тот, кто продает воду, идет покупать там технику, все, он домой принес технику, и эти деньги идут кругом, все от этого что-то получают, но в итоге они остаются в республике, и все от них богатеют, от одних вот этих 5 рублей. Но если вы отдаете чужому человеку, я не говорю, что не должна быть конкуренция, да, она должна быть, но тем не менее позволять вытеснять своего человека из рынка ни в коем случае нельзя. Это тоже отсутствие конкуренции в будущем будет, и это тоже очень серьезно скажется на нас. А деньги, когда уходят из республики, то мы все одинаково с вами беднеем. Бизнесы закрываются, то мы все одинаково с вами беднеем. Беднеют наши родственники, это не чужие люди беднеют. Это мы беднеем. Мы все с друг другом связаны, так? Дикий Мунт, мы друг к другу ходим, да? Мы же к чужим не ходим, и к чужие к нам же не приезжают. Мы друг другу даем эти деньги сами, вот по кругу, в этом же обществе. И нам нужно, чтобы они у нас были. У всех. А для того, чтобы они у нас были, нам надо друг друга поддерживать. Вот он, патриотизм. Я согласен со всем, кроме одного. Что эти 5 рублей навсегда покинут нашу республику. Они могут вернуться против нас. Да. Хотя бы частично точно. Они и возвращаются против нас. Потому что, это известный факт. Да. Окей. Я думаю, кому надо, тот поймет. Да. Продолжая говорить о патриотизме, я бы хотел затронуть тему родного языка. У меня есть знакомый, я уже 2-й раз на подкастах об этом говорю, не называя его имени, который считает, что из поколения в поколение количество говорящих на родном языке увеличивается. И он говорит, что из-за этого язык его никогда не забудут, он будет существовать там и так далее. При этом его дети, 3 детей, его не говорят. Может быть, это он говорит в связи с этим. Не знаю. Что вы можете сказать по этому поводу? По поводу языку. Говорить, что, например, русский язык, выталкивать ингушский язык, это неправильно будет. Русский язык заменил ингушский там, где его не было. Если приблизительно взять наш язык, он у нас где-то остановился на уровне конца 19 века, начале 20 века. С чем вообще мы столкнулись? Юриспруденция, документация, документоведение. Археология. Это все, когда пришло в нашу жизнь, вот на этих этапах ингушского языка не существовало. И мы сразу же перешли на русский язык. Вот даже если взять меня, вот в бытовом уровне в семье я очень хорошо говорю на ингушском языке. Могу объясняться. Но стоит мне попытаться перейти там на какую-то научную составляющую, хочу я или не хочу, я перехожу на русский язык. То есть это абсолютно 2 разные параллели. Но надо учитывать, что вот эта часть, где мы используем русский язык, она все больше и больше охватывает нашу жизнь. Научная часть, торговля, бизнес. Там везде мы используем русский язык. И ингушский язык, если мы хотим его уравнять, его нужно развивать. Даже если надо будет вводить новые неологизмы, новые слова. Сохранить язык в качестве просто сувенира не получится. Есть такой поляк, он очень умную вещь сказал. Выживут только те языки в будущем, которые есть в гаджетах, в интернете, в телевизоре, в Ютубе. Вот ты затронул тему, почему дети говорят на русском языке. Они знают, потому что смотрят телевизор, Ютуб. У нас самый маленький ребенок в семье заговорил на немецком языке. Почему? Потому что просто на немецком языке смотрел мультфильмы. Поэтому, если мы хотим, чтобы ингушский язык развивался, просто нужно его развивать, вводить его в обороты, в науку. Я опять повторюсь, в качестве сувенира мы его не сохраним. А со временем, естественно, будет проходить поколение. Каждое подрастающее поколение, ведь оно же хотят жить лучше общаться. Как вы считаете, стоит ли на сегодняшний день поработать над изменением грамматики ингушского языка? То есть на сегодняшний день у нас есть очень много слов, которые ты произносишь, а написано оно совершенно по-другому. То есть можем привести пример. В русском языке мы говорим «подняться». Пишется «поднятися». А в ингушском языке такого рода слова тоже есть, но они совершенно иначе пишутся.
То есть это отголоски, опять же, скажем так, грамматики 20 века. Нужно ли сегодня что-то с этим делать? Смотри, вот именно мое мнение я скажу. Я не говорю, что оно абсолютно правильно. Я большую часть своей жизни жил за пределами Ингушетии. Здесь, в Ингушетии, я в школу не ходил. И, то есть ингушскую грамматику я не изучал. Но сегодня, когда я беру, например, книги Исы Кадзоева и нашу официальную грамматику, мне книги Исы Кадзоева читать легче. Совершенно То есть он ближе к нашему естественному языку. Но надо понимать, что язык всегда развивается. Там какие-то правила вводятся. Тоже нужно где-то усредненные правила поймать. Но еще надо учитывать факт, что разговорный язык всегда будет подгоняться под письменный язык. Это правило. Почему вообще даже создаются иногда письменность? Например, даже если мы возьмем Россию, например, в XIX веке огромное количество говоров было по всей стране. Но создали единую письменность, и в середине 20 века вся страна говорила на одном литературном русском языке. То же самое и с нашим ингушским языком. Некоторые слова, например, пельги, полги, яздярди, некоторые дети иногда сейчас, кто хорошо учится, не говорят пельги, говорят полк. Не убирать этот мягкий знак. То есть нужно учитывать вот такие вещи. И у нас в языке есть отголоски вот этого унификации, которые после митинга 1973 года в Грозном прекратили, но кое-какие вещи там остались. И у нас есть огромное количество ученых, которые на этой базе защитили свои диссертации, и они не хотят менять. И поэтому там идет такая борьба, толкучка. Так что нужно найти где-то золотую середину с этим языком. Я могу сказать по поводу проблем? Нужно. К примеру, вот Якуб отметил, что в XIX веке, в конце XIX века, в начале XX века язык останавливается в развитии. Почему? Потому что он весь носитель чего? Носитель быта, носитель нашей культурной жизни, нашей материальной жизни прошлого. А что оно было? Это все, что связано с сельским хозяйством, со скотоводством, с лошадью и так далее. Он не стал индустриальным. То есть пришла индустрия, так? И индустрия пришла вместе с Советским Союзом, который вот активно, так скажем, тоже пытался сделать советского человека, все унифицировать, потому что, им легче это. И получилось так, что наш язык, имеющий эрготивный строй, то есть древний язык, очень сложный в произношении, воспроизведении, столкнулся с более легким произношением русского языка. И всегда, когда сталкиваются вот эти два языка в одной семье, естественно, побеждает более легкий язык. Это правило. Везде оно существует. Если вы возьмете тюркские языки, английский язык. Если бы ингушский язык столкнулся в одной семье с очень сложным языком, каким-нибудь тоже с эрготивным строем, условно говоря, с табасранским, языком, то, может быть, ингушский язык преобладал, а табасранский, может быть, потому что он еще сложнее. В этом плане так. Ну а теперь откройте учебники. 1, 2, 3, 4 класс ингушского языка. Вы сломаете язык. Я ломаю его, я поэтому этот вопрос и задал. Очень хорошо зная, я хорошо знаю ингушский язык. У меня дед был носителем потрясающего ингушского языка. Почему? Потому что он жил рядом с Патиевым Суси, он прекрасно владел всевозможными терминами. Естественно, он жил в топономической, так скажем, в географической среде Джайрасского района. Он жил прошлым еще бытом и прекрасно с этим справлялся. Я все это знаю, очень редко, конечно, ты используешь. Очень многие вещи забываются, когда ты их не используешь в практике, в том числе вот этот сельхозинвентарь и так далее. Многие действия, которые мы сегодня не используем никак. Это уже историзм. Так вот, в каждое стихотворение, практически в каждый рассказ, они запихали столько историзмов, как только возможно. Очень хорошо отметил эту проблему Ильяс Евлоев, вот наш ведущий и журналист ГТРК. Он сказал, как будто бы соревновались о том, кто больше старых слов знает. Это отлично, это замечательно, что соревнуются. Но да, это не... Вы посмотрите на стишки в азбуке, в учебниках 2-3 класса.
Там, где можно красиво расписать, чуть-чуть они туда поместили стихотворение очень простенькое, до невозможности, так, что оно ложится, и ты его не забываешь уже, даже против своей воли ты можешь его выучить. Настолько оно четко звучит, потому что оно простенькое. И вот такие были специальные детские авторы. То есть авторы, да, поэты, и тут детские поэты, которые специально для детей пишут стихи и рассказы. Нам нужно прежде всего, если мы хотим, чтобы ингушский язык хорошо, плавно изучался, дети страдают, потому что неправильно поставлены учебники всего лишь. Там должны были работать, может быть, потом других возможностей тогда не было. Это, то есть, вы знаете, как правило, утверждался учебник, допустим, Министерством просвещения, да, подавались многочисленные варианты разных авторов. Коллективы работали, и они отдают свои авторы. Так, комиссия смотрит, проводит экспертизу. Вот как раз-таки на вот эти вещи легко усваивается этот материал, правильно доносится этот материал, быстренько его можно запоминается этот материал. По таким критериям отбирали в итоге учебники. А у нас как? У нас из того, что было, то и сделали. Единственный вариант представили, его пришлось утверждать. И все. И вот пока у нас не пересмотрят учебники, не сделают их действительно очень легкими, доступными для детей, у нас будут проблемы с изучением ингушского языка. Очень многие родители говорят сегодня, что мы не хотим, чтобы изучали ингушский язык. Я это никогда не скажу, потому что я за, чтобы изучали ингушский язык. Напротив, я буду возмущаться, если что-то будут срезать. Но, тем не менее, ребенок приходит, я начинаю с ним учить это стихотворение. Я хорошо знаю и хорошо говорю на ингушском языке. У меня хорошее произношение. Но ребенок, тяжело он запоминает, потому что там не рифмы. Там очень сложные слова. Чтобы узнать некоторые слова, мне приходится открывать вот такой свой многотысячник словарь и смотреть, что это слово значит. Потому что он туда засунул слово, которое уже не в употреблении давным-давно. Оно взято еще с 19 века, с начала 20 века. Означает какую-то сельскохозяйственную деталь, которая вообще не используется. Зачем ребенку в 1-2 классе знать о сельскохозяйственной детали конца 19 века? Расскажи ему про самокат современный на ингушском языке. Расскажи ему про самолеты или про что-то, про гаджеты, про компьютеры, но на ингушском языке. Расскажи про то, что он видел и знает, и представляет себе. Вот он читает и понимает, что это такое. А там он читает, и я не понимаю, что это такое. Мне, как этнографу, надо узнавать эту информацию. То есть, какая это деталь, допустим, в детали какой-нибудь сбруи коня. Вот указать. Есть такое же, да, действительно, такое встречается. Есть. Конь юац дукамиивай, сбруя юац детали шсуху дукаива. Но, тем не менее, такое есть. И я считаю, что не столько грамматику нужно изменить, потому что это очень тяжело будет сегодня сделать. У нас написано колоссальное количество трудов на это. Хотя это возможно при желании. Но кто это должен делать? Это должны делать доктора наук, так? Лингвисты. А доктора наук, лингвисты свои докторские защитили по старой грамматике. Они не будут этого делать. Угу. Вот это замкнутый круг. Можно было бы сделать и грамматику пересмотреть и так далее. Хотя очень много противников этого. Я не знаю, я за это не берусь судить. Это лучше знать людям, которые в этом хорошо разбираются. Но я точно знаю, что учебники надо переписывать, что с учебниками надо работать, со специалистами. Опять-таки, как ты можешь привлечь специалистов русскоязычных, которые не знают этого языка и не могут тебе... Вот реально они специалисты, очень хорошо обучились именно в этом узком направлении, понимают, но они... не понимают ингушского языка, они не могут тебе ничего подсказать. А наших своих действительных специалистов, которые могут написать учебники для детей, не для взрослых, а для детей у нас нет. Этому специально надо учиться. Это очень сложная наука. Вот такой замкнутый круг. На сегодняшний день хотел добавить? Я хочу добавить. Мы хотим обсуждать проблему или решить ее? Забегая вперед, например, я 100% уверен, там будут такие комментарии, а вы сами же только что на русском языке разговаривали. Опять же, мы хотим решить эту проблему или обсуждать ее без конца. Если мы действительно хотим ее решить, то нужно оставить в покое людей, например, моего поколения, которые говорят там 50% на ингушском, 50% на русском. Надо 100% усилий направить на детей. Как говорили римляне, если есть возможность воспитывать детей врагов, нет смысла с ними воевать.
То же самое, если у нас есть возможность воспитать детей, то есть взрастить новое поколение ингушей, которые в совершенстве будут владеть и ингушским, и русским, и английским, и всеми другими языками. Бергениц берештат боритбес. Берешт ам дедес. Зайн болыш тейпани, шхал амба болыш, сан боритбес. Бергениц цанты боритбес. Тағанда уаққа уже ғасқы, мұртқан шиғалға барып, бес сыбанлеріз бар, онақ бітбес. Вашки-то чолте, а их муж аллаймон, а их муж бутс, бутылш, хат едреш бут, сами ичеровой сатури туда инда до душу. Да инда до душу, да? Хат муж барыш бис, садат барит бис. Бергениц береш тат барит бис. В школе дар кадар масна галахмах. Вахки барыш уже шихуд халден барыш. Опять еще есть такой момент, очень интересный момент, который подсказали, хотя бы несколько предметов. К примеру, мы читаем все литературу, да, книги читаем, математику. Хотя бы один предмет должен быть на ингушском языке для того, чтобы мы освоили современный язык, современные термины. Сегодня, когда я перехожу на свою, допустим, профессиональную деятельность, я не могу по-ингушски говорить. Это все не только сложно, не существует огромного количества терминов, которые есть в моей профессиональной деятельности. Вот если бы действительно это перевести, обозначить их, а это такая практика существует у многих народов в мире, то есть не все народы сразу пришли к этим терминам, да, очень много заимствований у всех. Они перевели, они утвердили. Кстати, это очень активно делается в Осетии. Они раз переводят быстренько современное слово на осетинский язык, составляют его. А у нас есть противники. У нас многие считают, что если оно заимствовано именно в заимствованном виде, его и надо произносить. Но их тогда большое количество. И вот действительно выглядит так, как будто 50% ты на ингушском говоришь, а 50% ты на русском, на латинском, на каком угодно говоришь. И вот все-таки надо, мне кажется, и в этом... Опять-таки у нас замечательные есть общественные организации, сейчас несколько их, которые решают эти проблемы. Мне кажется, все-таки они в итоге решат эти проблемы, потому что они тоже понимают, что такая проблема существует. Они тоже... Если общество задается вопросом, оно вскоре его решит. Страшно, когда оно не задается вопросом, не решает, не спорит. Вот тогда это страшно. Тогда понятно, что никто этим заниматься в итоге не будет. На самом деле, это, кстати, дополнение к твоему вопросу. Мы будем обсуждать или решать? Надо сначала обсудить, наверное, потом прийти к каким-то выводам. Не без конца обсуждать нельзя. В любом Честно случае. говоря, я не считаю, что мы без конца обсуждаем. Нет, нельзя, например. Ты не в курсе, но, например, с 92 года эту проблему языка обсуждают. 92 года, как только республику воссоздали, эта проблема с языком существует. Идет борьба с этим языком. Есть те, которые говорят, что грамматику надо менять, есть те, которые утверждают, что грамматику нельзя трогать. Это два очень сильных лагеря, между прочим. Вот за этим круглым столом сколько человек считает, что нужно менять? Я считаю, что нужно менять. Я воздержусь. Я считаю, нужно менять. То есть к реальному разговорному нашему языку письменность нужно подогнать. Окей. У нас есть на сегодняшний день общественная организация, которая занимается переводом мультфильмов на ингушский язык. Я сам несколько смотрел. Очень классная, на самом деле, эта тема. Мне очень нравится. И племянникам, и всем даю тоже посмотреть. И флешки покупаю, и раскидываю, и так далее. Насколько интернет и такого рода мультфильмы влияют вообще на дальнейшую идентичность ингушей? Понятен вопрос, что я имею в виду? Да. Понятно, что большая часть их мультфильмов – это переводы. Да. Это какие-то мультфильмы там с исламской тематикой, с европейской тематикой. В основном, да. Это очень правильное и хорошее направление. Но его нужно немножко расширить. Нам нужны мультфильмы, созданные на ингушской тематике. То есть галгай нарский апасби, галгай фергижди, галгай самосознание, галгай кетамча долуш, иш фергиж хадя галгай мохт буцуш оттудис. Хочу добавить к тому, что ты сейчас сказал. На момент записи вот этого подкаста буквально вчера Амур Амирханов опубликовал фильм, снятый им, «Письмо», в интернете. Каждый может его посмотреть. И когда он был здесь на подкасте, он говорил, что он постарается этим заняться.
Я надеюсь, что до этого дойдет. Во всяком случае, за этим круглым столом люди, которые собирались, я точно уверен, что его в этом поддержат. Ахту Бахолсон, небольшое такое отступление, я решил вот эти 5 секунд для него выделить. Ами. Тему языка закончили? Или есть что добавить? Так, я хочу сказать, что по поводу интернета нужно создавать и игры тоже. То есть мы в новой реальности, от которой мы не можем закрываться, укрываться там, и так далее. То есть дети перешли в виртуальную реальность. Это игры, это все, что касается гаджетов. Мы должны осваивать эти площадки. Эти площадки, если мы не освоим, если мы не разработаем, супер интересные. И самое интересное, нам нужно, вот, допустим, корейцы, да, условно говоря, относительно небольшая страна. Сегодня корейской культурой болеют все. Начиная еда, напитки, артисты, фильмы, да. Мультфильмы, что там, комиксы или кто там. Да, все. Абсолютно все. Они сумели не один только свой продукт как бы распространить по всему миру, а все свои продукты. Детей спрашивают, что приходят в сад, дети, сакура, сакура, сакура. Понимаете? На вишню цветущую. Галай балби, сакура, йох царство. Понимаете? Это насколько сильный инструмент. То есть, как только... как у них это получилось? Естественно, у них получается через СМИ, через гаджеты, через социальные сети и так далее. Нам нужно нам надо это сделать модным. Не для других. То есть это пусть и другие смотрят, да, и как бы копируют, если они хотят. Нам нужно сделать это модным для своих. Потому что только на модное, только на красивое, только на то, что другим тоже нравится, наши пойдут. Молодежь так, как бы все люди так устроены. Если вы возьмете грузин, к примеру, каждый грузин, вот он сидит, и он восхищается своей кухней. Она может быть простейшей, это блюдо может быть. Я, кстати, это заметил тоже. Да, с каким упоением он об этом говорит, с каким упоением он говорит о каких-то, допустим, старых, заброшенных, непокрашенных, облезлых каких-то переулочках, понимаете? Старые тбилисские закоулки. Самое интересное, когда мы слышим такие красочные рассказы, мы сами их пересказываем дальше. В том-то и дело. Я о чем говорю. Они любят свое, они восхищаются своим, и потом все считают своим долгом тоже этим восхищаться. Да, совершенно. Даже если даже если у них есть что-то даже лучше. Понимаете, надо своим восхищаться. У нас, у всех одна большая проблема. Нам то, что, хиттай олждей, вот то же самое. Сгянрдар хосхетвейн. Сняхдар хосхетвейн. Мы готовы свою бросить и побежать за тем, что красиво, затем только потому, что этот человек сам его так красиво выставляет. Наша задача сделать такими же привлекательными для наших молодежи какие-то маячки, эти культурные маркеры, которые у нас существуют, и в том числе язык. Сделать его привлекательным. Как можно сделать привлекательным этот язык? Вложить его в уста в красивой форме какому-нибудь хорошему герою или героине, которая станет для людей, допустим, каким-то, для той же самой молодежи, каким-то интересным маркером, да, то есть, который им будет нравиться. То есть это сделать модным. Тот же самый курхарс можно сделать модным. Просто нужно красиво его подать. Современно его подать. Тот самый курхарс, который очень сильно был обсмеян в начале, и потом стал активно перенимать имиджи. Для того он и обсмеивался вначале. То есть он высмеивался, вернее. Для того все высмеивается. Да. То есть высмеивается изначально с той целью манипуляция, да, обыкновенная, простейшая, чтобы ты сам начал этого стыдиться, отнекивался, а потом осталось все это бесхозным, в итоге говоря. Потому что это тоже культурный маркер, это очень серьезный маркер. Головной убор такого типа, он встречается в качестве носителя свободных людей. То есть он, знаете, как он встречается в древних культурах? В качестве признака свободного человека. Кортмукле. И удивительно, что даже во многих гербах различных штатов, я уже не говорю о Франции, да, он изображается, этот головной убор, как фригийский головной убор, в символом свободы. Статус свободы он демонстрирует. И, конечно, это люди, которые для которых
начитанные люди, знающие толк в истории, в культуре народов люди, они же все это понимают прекрасно. Это мы можем с вами не до конца осознавать, чем владеем. И вот как раз-таки, возвращаясь к тому, зачем мы в социальных сетях, мы для того и в социальных сетях, чтобы показать просто то, что у нас есть, и показать его красиво, и заставить это уважать не только чужих людей, но и своих прежде всего. Мы должны в это влюбить. И детей влюбить в свой язык мы тоже должны. Что мы должны сделать? Вложить его в уста героя. Вот Спайдермана все знают. Вот все мальчики на нем помешаны. Кто это такой Спайдермен? Спаситель, да? Всех и вся. Что в нем такого? В нем ничего такого нет. Чем там соскососы наш хуже этого Спайдермена? Но соскососы вообще никто не знает сегодня. А Спайдермана знает весь мир. Вот то же самое, вот этот Голливуд, он через свои какие-то... Как это говорится, да? Америка создала Голливуд, Голливуд создал Америку. Но то же самое. Сохранение национальной культурной идентичности, а это сегодня приоритетная задача любого народа сегодня выжить вот в этой вот общей глобальной системе, сохранить себя как народ, потому что мы будем ценны только как народ. Вот наша этнография, что такое этнография? Это отличительная черта каких-то там материальной, духовной культуры. Она всегда как продукт будет ценная. Но нам все время внушает мысль, что она сама по себе ничего не стоит, что ее нужно стесняться. Для чего это делается? Для того, чтобы там свой сохранить продукт, условно говоря, а ты просто растворился и стал такой массой безликой. Вот этот продукт, он сам по себе очень важен, и нам его надо сохранить. Вот надо сохранить через как раз-таки СМИ, язык тоже надо сохранить через социальные сети, через интернет, через мультфильмы, через фильмы, которых мы чураемся на самом деле. Вот по поводу фильмов на ингушском языке сложно будет, мы будем... И все, знаете, почему? Прежде всего боятся как раз-таки людей, которые хорошо знают ингушский язык и будут придираться к каждому слову. У нас очень боятся хейта. Но я вам скажу, пусть криво, пусть косо, но делают. Сразу ничего не создается. Все шлифуется со временем. Нельзя нам все время... И вообще я очень хотела бы призвать всех еще раз перестать ругать своих людей. Перестать ругать своих людей и искать в них недостатки. Без недостатков никого не бывает. Без недостатков не делает только тот, кто не делает вообще. У всех остальных, кто что-то сделал, обязательно эти недостатки будут. Мы можем про себя там где-то в закрытом обществе и поругать, и побить, но не позволять это делать другим. Это раз. Мы друг друга должны поддерживать. Не делать это самому при других. Да, это можно сделать. И замечания можно сделать, но это надо сделать корректно, во-первых. Так же, как говорится в исламе, да, красиво, наедине. Но высмеивать... Я не могу человека простить, когда он начинает вот такие вот творческие инициативы людей, которые только начинают работать, принято высмеивать. Это, вы знаете, это советская традиция еще. Высмеивать вот инициаторов. Вот инициатива наказуема, да, и каждый, кто начинает где-то ее проявлять, у нас как было, ты как бы выпячиваешь себя. Это был самый страшный грех в Советском Союзе. Ты должен был быть такой, как все абсолютно. И вот эта традиция до сих пор осталась. У нас ее в народе, этой традиции никогда не было. У нас наоборот. Выдвинуть себя, проявить себя, геройствовать всегда поощрялось. Вы просто откройте фольклор и почитайте, что там написано. Каждый, кто хотел доказать обществу, что он особый, он начинал какой-то подвиг совершать и так далее. И это все поощрялось. Это все поощрялось даже с помощью вот этих сказок и вот этого эпоса. А сегодня как? Сегодня ты начинаешь как-то выделяться, и все, ты амбициозен, тебя сразу начинают подавлять. Это все советская традиция. Нам надо от этого избавляться. Завершая вот эту мысль, хочется добавить такая фраза, есть интересная. Замечание, сделанное наедине, наставление, сделанное на людях, унижение. Да. Поэтому нужно, наверное, как ты говоришь, в маленьком узком кругу сделать замечание, там где-то проучить или и так далее и тому подобное. Я бы хотел плавно перейти, Якуб, к тебе по вопросу археологии, которая, на мой взгляд, тесно соприкасается с реставрацией башен. Какие-то, может быть, интересные, уникальные находки, которые в последнее время ты находил, с чем можно было поделиться? Есть очень интересные находки. Археология иногда открывает такие моменты, о которых мы даже и не подозревали, или, точнее, очень хорошо забыли.
Вот буквально недавно мы закончили работу в Лялах, это мое родовое поселение. Раскопки мы проводили в 3 боевых и в 2 жилых башнях. В одной башне там проживал кузнец, мы позже более точнее все это выяснили. Но самые интересные находки, которые мы там нашли, это были деревянные замки. Большие деревянные замки. Эти замки использовались, точнее были изобретены, впервые зафиксированы, точнее будет в Египте и в некоторых частях России они используются. Они очень массивные, когда мы первый раз их достали, мы даже не совсем поняли, что это такое. У нас работает очень хороший археолог Дамир Юнкин. Он подключил практически всю богему археологии в России, и мы выяснили что-то, точнее он это выяснил. И вот эти находки дали как бы толчок к новым исследованиям. Мы буквально целыми неделями после этого сидели, изучали ту же самую литературу, опять же, возвращаясь к этим 10 годам Ингульской области, которые существовали, и мы в некоторых источниках нашли действительно упоминания о больших деревянных замках. Это всего лишь одна такая маленькая строчка. Ну, археология. Это находки, которые мы сейчас получили, это упоминания. Плюс некоторые наши старики, когда им об этом рассказали, вспомнили свое детство. Это вот отдельный отец как раз нам дал кое-какую информацию. То есть мы с помощью археологии практически нашли полностью забытый этнографический материал. А это ведь только жилые башни, боевые башни. Это даже в сравнении со склепами или какими-то другими захоронениями, даже, я не сказал бы, даже это 5% информации, которую мы можем получить с археологии. Я очень надеюсь, что у нас получится дальнейшие работы именно по археологии провести в горной части Ингушетии. Якуб, если говорить о современных реалиях, современной реставрации башен, вообще нужна она? Что ты вообще думаешь на этот счет? Сейчас это очень острая тема, тем более, когда сейчас в горы пришли финансы, большие финансы, очень много количества людей за этим заинтересовалось. Еще лет 10 назад в горах можно было встретить только нескольких пастухов и тех людей, которые интересовались, реально работали. Сейчас приехало огромное количество людей, заинтересовались. Приехали, начались споры, нужна реставрация, нужна консервация, нужно это делать или не нужно это делать. Иногда спрашивать нашу позицию, если быть по-честному, чтобы узнать мою позицию именно, достаточно пролистать мою фейсбучную ленту. Я вообще в первый раз в горы попал в 1984 году, будучи еще ребенком. А профессионально изучать эту архитектуру мы начали, по-моему, с 2010 года. То ли 9, то ли 10 год это была наша такая первая поездка профессионально по изучению архитектуры. И за все это время огромное количество склепов, башен, других архитектур разрушилось на наших глазах. Например, наша родовая башня в Лялахе разрушилась в 1909 году. То есть она стояла, у нее были трещины, в ней были проблемы. Ну, в один прекрасный день давление усилилось, и она рухнула. То есть в свое время оказанная помощь могла бы спасти эту башню. Мы ее сейчас восстанавливаем, точнее восстанавливает Сафмар. Но факт в том, что если мы ее в 2009 году, если мы ее сохранили, оригинальную часть, это же была бы большая польза для нас всех, чем то, что если бы мы сейчас ее восстановили. Без консервации и без реставрации в ближайшее время, лет 50-100, мы потеряем 100% нашей архитектуры. Для сравнения, мы иногда брали фотографии 20-х годов, они как раз в это время появились в огромном количестве, и сравнивали архитектуру в современном виде. На 80-90% большая часть количества башен, комплексов разрушена. Одной из проблем является то, что вот эти наши башни пирамидальные с кровлей, высокие, стройные, они же красивые очень. Мы за этими башнями практически не видим, как разрушаются жилые. Вот для простого примера, возьми любой башенный комплекс, фотографию 20-х годов и сравни его с современным состоянием. Боевая башня сохранена? Да, но рядом стоящие жилые башни и склепы разрушены. То есть, если мы не будем их реставрировать, консервировать, мы потеряем. Башни из чего состоят?
камень, известь, дерево. Это 3 материала природных, так ведь? Это 3 природных материала, которые могут полностью исчезнуть. Тем более большее количество склепов и башен стоят под уклоном. То есть они просто камни разрушаются, они скатываются вниз. И есть места, где, например, мы точно знаем, что вот здесь стояла башня, и на сегодняшний день там нет ничего. Все камни ушли вниз, они исчезли полностью. Возвращаясь к тому же самому Царинскому склепу. Мы же все эту историю помним, это же произошло на наших глазах. Обрушилось на ровном месте. Обрушился на ровном месте. Случайно заметили? Да. А там ведь была все... Не случайно. Чабур, ты удивишься, что мы об этом склепе писали еще в 19 году. В 16-м. Первый наш пост был в 16-м году с просьбой в аварийном состоянии. Вот-вот разрушится. Сделайте хоть что-нибудь. Вот у нас есть фотография. У него было небольшое отверстие в кровле. И сбоку его река немножко подточила. Мы писали об этом. Давайте спасем этот склеп. Нужны были бы только небольшие финансы. Чтобы этот склеп можно было спасти. Мы упустили эту возможность. И идя дальше о том, что сейчас в данный момент мы знаем, что все финансирование и археологические работы, и реставрационные работы – это Сафмар. Это финансы Гуцериева. Если мы сейчас потеряем эту возможность провести эту работу на финансы и деньги Гуцериева, у нас не будет возможности дальше спасти эти башни. Говоря о нашей власти я не говорю прямо сейчас действующие наши власти. Кстати, в данный момент действующая власть, наверное, мягче всего к нашей организации относится. Говоря в общем плане о нашей власти, которая была за последние 30 лет, для них горная часть Ингушетии, этот музей практически 40%. Представьте, 40% твоей территории – это заповедник-музей. Они им в обузу. Они не могут их тянуть. Вот эта маленькая республика, она не может тянуть практически 40% своей территории, которая является музеем. Они, наверное, предпочли бы, если бы там в горах стояла бы одна башня, на фоне которой можно фотографироваться раз в год, когда там какие-то выборы идут, кричать лозунги «Мы спасем, мы не позволим ей разрушиться», им бы это хватило. Представьте, их тысячи. Счет идет на тысячи комплексов. И без финансирования вот таких, как мощных организаций благотворительного фонда Сафмар, мы не сможем эту работу провести. Если мы сейчас упустим эту возможность и не отреставрируем, и не спасем как можно больше комплексов, мы их потеряем. Плюс ко всему этому, эти реставрационные работы, они же сопровождаются археологией. За прошлый год, за несколько месяцев работы археологии в Лялахе мы получили больше информации, чем за 10 лет предыдущих просто обследований физических. Мы впервые могли получить чертежи боевых башен в основаниях. Они же забиты всем черноземом. То есть это идет по совокупности всего. Вот эти финансы, которые государство даже в данный момент не может себе как-нибудь это позволить, есть возможность делать через фонд Сафмар. Это огромный плюс. Опять же, я забегаю вперед, я знаю, что есть те люди, которые кричат. Самая такая нелепая фраза, которую я часто... Они 1000 лет стояли, они еще 1000 лет простоят. Не простоят. Сейчас, за последние 20-30 лет, на наших глазах все рушится. Возьмем тот же самый храм Маготе. Ваше наследие, вот, ваше родовое наследие. Ты знаешь, что он ровно пополам треснул? На 10-15 сантиметров, скорее всего, нет. По-моему, 5 или 6 сантиметров мы заверяли. Он ушел в сторону пропасти. Там появилась трещина. В кровле большое отверстие. Та же самая ситуация, как с Царинским склепом. Если в кровле появляется хотя бы маленькое отверстие, куда просачивается вода, дни этого объекта сочтены. А в Маготе это как раз происходит сейчас. И это еще индуристы чуть помогают. Да. Ты забыл сказать, почему они стояли несколько веков? За ними потому что ухаживали. каждый день за ними был уход. Где-то снимается там штукатурка, ее замазывали, семена не залетали между камнями, а сейчас залетают семена, вырастает трава, вбирает влагу, или же туда просачивается вода, вода зимой мерзнет, это раздувается, естественно, все. Это процесс, который, даже если просто вы
на квартире не живете год, что с этой квартирой или домом случается? То есть пока вы там живете, вы что-то смотрите, вроде даже просто достаточно жить, чтобы это сохранялось все. А как только вы выходите, это все приходит в страшную негодность. То же самое происходит с башнями. Их штукатурили полностью, закрывали, их белили ежегодно. Ежегодно белили все и снова вот как бы штукатурили, где если что-то разойдется. Латали то же самое крышу, если с ней что-то происходило. Башни сейчас жилые, которые, они не имеют ни полов, ни оснований, ни потолков. То есть просто стены. А стены не стоят долго, они же раз разрушаются. Раньше они опирались друг на друга с помощью вот этих вот, этих, как они называются? Ердбахбадж, сваи. Орсыш, да, вот эти орсыш. Бревна, которые закрывали полностью вот эти вот промежутки, получается, межэтажные перекрытия. Это называется, когда люди заканчивали посевную, и перед началом покоса был хан арбиали галышты килдешхант килдеряфут килгцани килгамаштят хаки санамал яна жол их камал жметчки кир хокушханицар истедежу сагах тиштехикини антуокс фунях фут значит хадас доз дахмад дол димагатсун фунях дячин тиштехикини олш тахна в этом формате войда тиштехи хлищат Звейдеш хада аух тядивинс. Бебушти пани эту саметтю аля ханисия царе долдеш дахти звей. Йити латти миишан юстер дол лишо ждахти. Таган эту бувай. Таган эту бувай жкал харях цан долди царкаш. Даху хуббац эту. И хае жгал же бяз шраит тахмажиш. Их строили столетиями. На сегодняшний день зафиксировано самый первый объект, это второе тысячелетие до нашей эры, склепы в Харт стоят. И последняя архитектура, по-моему, в Эрзии есть фиксация, что ее где-то в 19 веке башни построили. То есть эту архитектуру, которую строили 4000 лет, мы должны сохранить за несколько лет. У нас нет того времени. Не 100, не 200, не 300 лет медленно. Они намного быстрее разрушатся. То есть за несколько тысяч лет то, что наши предки создали, мы обязаны сохранить. И не факт, что будет другой Гуцериев. Не факт. Я очень сомневаюсь, что будет другой. Такой шанс вообще предоставляется. Это идеальный шанс. Один раз. Вы представляете, человек миллиарды готов тратить. А чтобы все это восстановить, сохранить. Если, возвращаясь в нынешнее время, город, в котором мы сейчас находимся, город Магас, по вашему мнению, опять же, насколько этот город застраивается так, как он должен был, наверное, застраиваться по тому плану, который был создан еще в 90-х годах? То есть является ли этот город на сегодняшний день социально адаптированным, допустим, в целом для общественности, застройки, криво, косо, правильно, неправильно? Будет ли он в дальнейшем разрастаться так, как мы это себе представляем? Что вы можете сказать по этому поводу? Я начну. Ты хочешь сказать? Да. Относительно нашего Магаса. Я, наверное, не постесняюсь сказать, что я люблю наш город. Это наш город, это наша столица, это наш плацдарм. Политический, экономический, национальный и культурный. Это наш город. И он хороший, каким бы он ни был. Кривым, будь он даже еще хуже. Это наш город, и мы будем его любить. Но нам, естественно, хочется, чтобы он был намного лучше. Чтобы здесь были какие-то изменения. Касаемо плана, да, проект очень сильно изменен. Мы помним 90-е годы, этот проект очень сильно крутился, его показывался, даже были макеты. Естественно, каждая последующая глава, который проходил после, менял этот проект в зависимости от своих интересов. Самая худшая часть, мне кажется, была при Зязикове. Вот эти дешевые, абсолютно отштукатуренные здания, которые здесь появились. Плюс большой частный сектор. Да.
Мы чуть-чуть не превратили Магаз в село. Чуть-чуть. Нам не хватило. К счастью, это быстро закончилось, и вот этот частный сектор, его приостановили. Но он до сих пор уродует этот город. Здесь не должно быть таких. Относительно недостатков, которые я сейчас вижу. Это, наверное, ливневая система, которую мы все знаем, что у нас происходит после каждого дождя. Это одно. Второе. В Магасе нам очень не хватает какой-то огромной площади, где мы будем проводить наши республиканские, городские, национальные мероприятия. У нас каждый раз, когда происходит какое-то мероприятие, перекрывается эта главная улица, въездная улица, чтобы там провести какие-то мероприятия на главной площади. И что у нас происходит? Вместо отдыха и довольствия у нас появляется раздражение. Например, у меня бывает, я въезжаю в город, у меня какие-то быстрые вопросы, которые нужно решить. Я упираюсь в пробку, и мы какими-то окольными путями, которыми здесь застроили некоторую часть, особенно южная часть Магаса, она ведь застроена очень плотно. Там такие маленькие узкие дорожки, создаются пробки, раздражение, злость. У нас же мероприятия, когда мы организуем в городе, их надо проводить для того, чтобы люди были довольны, отдыхали, радовались, а не для того, чтобы галочку поставить. Там, мероприятие. Имели желание пойти туда. Да. Мы же не баррикады строим, в конце концов. А у нас реально мероприятия – это баррикады. Это милицейские посты с автоматчиками, пулеметчиками. Непонятно, то ли монголы город снова захватили, то ли немцы близко. Мероприятия так нельзя проводить. И чтобы этого не было, я считаю, что где-то в Магасе, не на окраине, может быть, так сбоку, хотя Магас маленький, окраины здесь, что угодно можно назвать, какая-то площадь здесь должна быть, где будут проводить эти мероприятия. Национальные праздники, городские праздники, без разницы. Но не на главной улице. Но еще отдельно я хотел бы отметить, вот все знаем, при въезде в Магас, там большими буквами написано «Магас». Видели, наверное, да, все. Да. Я не понимаю, почему там все время сосредоточено сельскохозяйственной техники. Я надеюсь, сейчас мне не будут звонить родственники, какое твое дело, зачем ты мою технику трогаешь. Возвращаясь к тейповой системе. Да. Я очень рад, что у этого человека столько хорошей сельскохозяйственной техники, что он обрабатывает эти темы. Делряд халцан болберкати халпцан. Шлят дуалдей хожжелил жахнер халдес. Замикц магаз дагян я хочу ты хосхита дерсунш. ويغالميس حجم البوع بوحش برمجويس حاش جوقت وين برقوقس وين برقوقس حاش بيزم من بوع حتحر مدري ويس قولش شيء مخمل دخوز بيس السنة وين بيزم بوقس حو سك حاش وتقدوش كسكس خلص حاشي أشي أنا والأركيولوج برحبوا كان حوقش دي كدوز خوزة دوز حمد حوق بيزم بوعها برضه ما قاس حقيقة شيء حاجة أخ تصدق مستش عيت за какие-то 30 лет вот отгрохали вот такой город. Кстати, между прочим, арах бяка хэши бихос хитчонер. хэт. Ряз хул ценни ол. Мести козия действительно. Хоза халш дика мдивы. قد حاشت إيسا أزخ نب وصحبه باشول ده خش خد جراز بوشول. Сбил гулах разве магаз. В ресторане богашул ده порцию жуахкал жуаряз бошул. Как в шутке этот кто-то заказал пельмени, ему поставили огромную тарелку и маленькие порции пельменей внутри. И он говорит, я заказывал пельмени, а не тарелку. Но у нас не так. У нас порция огромная, это хорошо. Ну, так порт игры вахкаю порция же хотелось бы бактер вахблизи лам хаяс целом ресторане. Целом слабо бахт смотрел. Я ресторан хил халида жили порции. Плавно перешли на вкусную часть этого подкаста. Кстати говоря, ты заговорил про туризм. Вот мне интересно, столкновение... Что-то добавить хотел? Про Магаз мы не закончили. Про Магаз хотела Давай, сказать. Давай. Я как раз хотела сказать, что Магаз, во-первых, мы его, как отметили, отстроили за 30 лет все-таки. Мы город поставили. Что ни говори, он все-таки город. И как столицу уже изначально Я даже хотел бы сказать про поводу срока 30 лет. Мы часто говорим об этом, но нужно упомянуть, что с 94 года по 2000, там, условно какой-то, это на самом деле несколько объектов всего было. Да. То есть он не 30 лет, даже он меньше. Не 30 лет, но все равно мы его отстроили, мы поставили его как столицу. Какой он, никакой, он все равно уютный, красивый. Да, конечно, очень много всего хочется исправить, сделать. Жаль, что отошли от основного плана, он был очень красивый. То же самое касается и мечети. То, что закрыли вообще весь этот
проспект Мечети уже, дальше, значит, мы сами себя ограничиваем, да, значит, дальше проспект не пойдет. Это уже плохо, потому что когда просят, я так слышала, что когда просят написать план японцев на любое открытие предпринимательства, они должны план написать на 300 лет. То есть понятно, что 300 лет они, возможно, не проживут, не просуществуют, но тем не менее они должны так далеко мыслить. Это учит на перспективу мыслить. То же самое. Мы сами себя ограничиваем. Очень хочется, чтобы сделали полностью набережную, заполнили, все заполнили, все, очень красиво оформили. Но я что хочу сказать? Я хочу сказать, что житель, который здесь живет, он же не городской житель. Это же люди, которые приехали из села. Городская культура вырабатывается поколениями. Ее невозможно. Вот пришел, ты как в селе, вроде бы у тебя есть свой отдельный участок, ты за него отвечаешь, и все. А в городе должно быть не так. В городе есть, так же, как, допустим, в горах, места для общественного пользования, так? И там ты уже тоже ответственен. Вот эту ответственность пока жители не принимают, потому что не умеют еще, не знают. Я уверена, что уже дети, которые здесь родились, бегают здесь, видят какие-то проблемы, недостатки, понимают, кто-то из них, может быть, мечтает, когда я вырасту, я вот это исправлю, я то исправлю, я вот это сделаю, мне здесь вот этого не хватает. В итоге, по-настоящему хорошим, удобным для проживания, для того же самого культурного сектора, общественного сектора городом сделают только те, кто здесь вырос, те, кто здесь родился и вырос, и потом придет к власти. Потому что для них он уже будет родной город. Не село, куда они уезжают постоянно, допустим, к примеру, у них обязательно свой дом есть, они приезжают сюда, туда, в общем, на 2 дома живут. А именно те, кто здесь вырос, кто себя не мыслит без него. Если вы посмотрите, если вы послушаете люди, которые родились в Грозном, даже если они прожили только 9 или 10 лет, условно говоря, моего возраста, люди из Грозного выехали, когда им было по 9, по 10 лет. Они до сих пор о нем с ностальгией вспоминают. До сих пор они по нему тоскуют. Они живут уже сколько лет, условно говоря, почти треть века в другом месте, но они по нему тоскуют, по этому городу, потому что они там выросли, им там было комфортно и удобно. То же самое будет здесь. Этот город по-настоящему начнут делать красивым, удобным только те, кто здесь родился и вырос. Это, я не знаю, может быть, это какой-то закон, он так работает, но тем не менее, я так понимаю, я так вижу эту ситуацию. И очень хочется, конечно, чтобы как можно быстрее это случилось. Подтверждение твоих слов. Прямо перед тобой сидит человек, который также любит свой родной город Назрань, который прожил в нем первые 8 лет и вернулся в этот город 3 года назад. То есть я прожил большую часть, сознательно, большую часть жизни в другом городе. И вернувшись, я люблю этот город, и мне нравится что-то хотя бы пытаться исправить в хорошую сторону. То есть у тебя лежит душа, и ты переживаешь за этот город, за это место. Это правда, это действительно так. Ты залез на какое-нибудь дерево в 5 лет, не знаю, и что ты об этом дереве помнишь до конца жизни. А где это был? Это было на Назрани. Ассоциация. Ностальгия. Да. Это действительно, это правда. И это точное описание то, что ты сказала. И я в тот раз чуть вперед забежал и хочу вернуться к этому вопросу, когда ты упомянул туристов. Вот туризм и аутентичность нашей горной части республики. Стоит ли открыть наши условно закрытые башенные комплексы, которые труднодоступны, и на машине туда не подъедешь, и пешком туда добираться очень далеко, для туризма, для того, чтобы повысить экономику? Или же это, наоборот, может сказаться отрицательно, как ты считаешь? И в целом, общем вопрос для вас обоих. Турист, ингушское гостеприимство – это, знаешь, очень сложный вопрос. Опять же, это что-то такое новое, с чем мы не сталкивались ранее. И вот наши ингушские обычаи, традиции, взгляды, адаты наши не предусматривают правильного ответа. Что и как с ними поступать. Туризм нам нужен. Но какой туризм нам нужен? И какими мы сами должны этот туризм воспринимать. Самое первое правило мне надо внедрить, даже чтобы мы сами поняли, что турист и гость – это разные вещи для нас. Иногда мы путаем туризм и наше гостеприимство. У нас в Ингушетии в голове появляется какая-то каша, и мы не знаем, как себя вести.
Во-первых, что такое турист? Турист – это человек, который должен приносить прибыль. Так? Изначально. Туризм, развитие туризма всегда для чего происходит? Для того, чтобы этот человек приносил тебе прибыль. Он приезжал, тратил деньги в ресторане, заправлялся, у тебя в магазине покупал продукты, чтобы он ночевал в каких-то гостиницах. Он приносит деньги. А что такое гость для ингуша? Гость – это святой человек. Гость не имеет права. Ты не можешь гостя привести сюда в магаз, в ресторан и позволить ему заплатить за себя. Если к тебе лично приезжает твой друг, ты его никогда в жизни в гостиницу не повезешь. Ты его повезешь к себе домой. Ты не позволишь ему тратиться. Как раз гость – это человек, которому ты не позволяешь тратиться, а турист должен тратиться. Иначе в этом нет никакого смысла. Мы должны четко разделить. То есть для себя, вот мы, ингуши, вайгалгади, туристу. Никогда раньше до этого я не думал над сравнением слова «гость» и «турист». Это раз. Интересно. Во-вторых, развитие туризма. Он у нас должен быть специфическим. Под нас. Не мы должны подстраиваться под туриста, а турист должен под нас подстраиваться. Помнишь, был такой момент, когда один парень, кстати, очень грамотный парень, создал вот эту брошюрку «Как себя вести туристу». Да. Сколько гнева было. Да. Сколько ярости против них было. Там, по-моему, даже определенные службы на этого парня носили. Зачем? Почему? А мне кажется, он правильно поступил. Во-первых, правильно он поступил даже по отношению к этим самым туристам. У нас сейчас внутренний турист развивается. Например, тот же самый турист, который приезжает, например, из Пензы или там Саратова, если он сюда приедет и увидит ту же самую ситуацию, что в Пензе и в Саратове, ему неинтересно будет в следующий раз сюда приехать. Здесь должна быть своя фишка, свой национальный колорит. И в одежде нашей, и как мы себя ведем, и как мы себя преподносим, и по нашей архитектуре, которую мы можем им показать. То есть мы должны сохранять свою национальную идентичность, чтобы им было интересно. Да, первый раз приехали, там в шортах, там в маечках побегали, покрутились, им будет удобно. Им этого не интересно. Но если ты им запретишь этого делать, что если они поймут, что здесь есть какая-то своя национальная фишка, им будет намного раз интереснее. И, может быть, они еще раз кому-то другим посоветуют, поезжайте. По поводу вот этой архитектуры, стоит ли открывать или не стоит открывать. Мы должны показать нашу архитектуру, мы должны показать нашу культуру. Потому что долгие годы советской власти, царской власти нас пытались держать в тени. Да. Ата-идах, хармагерт. Шейгалгада хармагерт. Шейгалгада омла хармагерт. Что вы ничто, вы там должны быть в тенях. Хамнуздадах-дес. Вейдер дахук-дес. Но опять же, это должно быть настолько аккуратно, чтобы не повредить, не навредить. Турист иногда не понимает, что можно, а что нельзя. Например, ты пустил его к башне. Он, не понимая, что можно, залез на стену. Он разрушил ее. Там несколько камней упало. А может быть, как раз эти камни были с петроглифами, знаками или с какими-то символами. Поэтому вот этого дикого туризма мы не должны допустить. Должны быть гиды. Каждую группу, которую ведут, куда ведут, что показывать, что рассказывать, чтобы правильно рассказывали, а не всякие сказки и небылицы, которые у нас, кстати, это тоже отдельно острая тема. Так что мы должны показывать свою архитектуру, и сейчас это модное слово, точки притяжения называется. Мы должны отдельно точки показывать свои храмы, показывать свои боевые башни. Но это все должно быть контролируемо и управляемо. Вот тоже очень интересный момент, который мы сами игнорируем. Есть такая ученая Перфильева. Мы побывали у нее 2023 год. В общем, поехали. И она говорит, я очень боюсь за тропы. Вот комплекс, вы, говорит, как-то комплекс бережете. А дороги, подступы туда, то есть вы заезжаете на машинах туда обязательно. То есть вы аутентичные тропы уничтожаете. А это тоже памятник такой же важный, как и башни, как и склепы. И вот нам надо над этим подумать. Потому что пока есть такие, допустим, условно, очень часто посещаемые комплексы, такие как Эгикал, да, меньше торги, там и другие комплексы, которые лежат недалеко от дороги. Там же тропы не спасешь. И ничего, и ландшафт тоже не спасешь, потому что его
испортили как только могли. Но есть такие башенные комплексы, до которых как бы техника не доезжала. Вот их можно максимально сохранить. Как это сделать? В основном, как это делают везде? Огораживают. К примеру, Таргимхой очень хорошо сделали. Таргимхой сделали вокруг электропосту. Ну, туда, во-первых, техника не заезжает в сам комплекс, а и не нужно. То есть ты можешь поставить за 500 метров до комплекса и пойти пешком эти 500 метров. Туда не заходит. В общем, туда только пеший человек заходит. Там в большей степени преграда – это река. Да, она спасение на самом деле. Ты любуешься этим башенным комплексом, но ты его не топчешь. Такая же система должна быть везде. То есть я всегда представляю себе туризм как развитый туризм. Это хороший транспорт в горы, всегда контролируемый поток. То есть это расписание с расписанием гиды и также площадки смотровые. Нам нужно на все комплексы сделать просто смотровые площадки, куда ты дальше не выходишь. Помнишь вот это пустынное место в Дагестане, как оно называется? Саракум. Да. Там, в общем, есть, условно говоря, своя тропа. Лестница, тропа, за которую ты не можешь выходить за песок, потому что просто вытопчут, уничтожат. Помните такой мультфильм, как про пингвиненка, который почистил свою льдину, красиво ее там начистил, пришел там фотограф, сфотографировал, потом туда приплыло большое количество людей, натоптали ему, там повосхищались, но натоптали. Он с трудом все это вычистил, а потом уже не смог вычистить. Ну, то же самое происходит, когда людей слишком много. Поэтому я немножко задумалась, когда я ознакомилась ближе с деятельностью ЮНЕСКО. Мы как себе представляем ЮНЕСКО? ЮНЕСКО – это ты становишься популярным на весь мир. Это уже точка притяжения не для российского туриста, условно говоря, а каждый турист в мире мечтает попасть, допустим, условно говоря, в тот предмет, который вот популяризирует ЮНЕСКО. Она делает только рекламу. ЮНЕСКО не сохраняет памятники, не помогает за ними ухаживать. Они делают рекламу. И все, ты зарабатываешь. И ты, естественно, за счет заработка потом смотришь за этим памятником. Туда приезжают люди толпами. Но они гораздо больше уничтожают, на самом деле, когда слишком много людей. Это невозможно контролировать. Любое место. И есть такой вот очень часто сейчас вот популярным становится такой туризм. Об этом говорили, обсуждали. Это 35+, да, или 40+, когда ты приезжаешь просто побыть наедине с собой. Вот тебе нужно место, где ты будешь рефлексировать, условно говоря. Вот мне кажется, такой туризм надо развивать. Не просто недопустимо развить такой туризм, который развивается сейчас в Дагестане для молодежи. Ну, у нас он недопустим. Там, условно, очень много развлечений там, и так далее, связано с горным ландшафтом. Нам нельзя такой туризм. Человек, который приходит, он должен быть уже осознанный, он должен интересоваться архитектурой и природой. То есть, а какой это человек? Это не тот, который идет развлекаться там, и так далее. Это человек, который идет посмотреть на вот эту вот архаичность, на аутентичность, пропитаться ею, поразмыслить, походить, подумать о прошлом, подумать о будущем. В общем, связано все это с какой-то вот философской вот точкой зрения. Мне кажется, таких вот туристов меньше, естественно. Да. И, соответственно, меньше и прибыли, если мы говорим о экономической составляющей. Безусловно. Но нам надо выбирать все-таки вот золотая середина в этом Кстати, плане. я добавил бы по поводу туризма. У нас это вообще модная тема, особенно в нашем руководстве Ингушетии. Вот туризм. И такое ощущение, что все ударились считать количество туристов. Вот сколько у нас туристов пришло? Там 200 тысяч, 300 тысяч посетило горную часть Ингушетию. Вопрос, опять же, возвращаясь. Турист – это человек, который должен приносить прибыль. Но, естественно, он должен оттуда увозить удовольствие своего посещения. А какую прибыль сейчас нам приносит турист? Ведь он же приезжает во Владикавказ, Бурум Вайми, там Вайкармачис. Чтобы вот этот туризм действительно начал приносить прибыль Ингушетии, турист должен приезжать в Магаз. Магаз является нашей столицей. Опять возвращаясь к разным нашим вопросам по поводу Магаза, туризма, это все объединяется ведь в одно единое целое. Магаз должен стать как городом точку притяжения для туристов. То есть турист должен прилетать в Ингушский аэропорт. Турист должен размещаться здесь в Магасе, здесь в гостинице.
Он должен обедать, ужинать здесь в ресторане. Он должен иметь свободный проезд в наши Ингушские горы, получить там свои впечатления, вернуться в ингушский город Магас и вылететь ингушским аэропортом, либо нашим вокзалом каким-нибудь. То есть вот эту цепочку, если мы не выстроим, у нас будет какой-то декоративный туризм. А на сегодняшний день что у нас приходит? Турист прилетает в Беслан, останавливается, живет во Владикавказе, проводит одну экскурсию по горной части Ингушетии и возвращается во Владикавказ. Да. То есть всю свою прибыль он оставляет во Владикавказе. Из Ингушетии он увозит только впечатления. То есть за счет наших, получается, видов архитектуры и наших достопримечательностей богатеют другие республики, да. Опять возвращаясь к тому самому патриотизму, то есть, о котором мы говорим. Опять тем вопросом. Развитие Магаса, туристическая привлекательность здесь, в городе. На сегодняшний день Магас больше напоминает административный городок. К сожалению, это так. Мы должны превратить Магас в культурный центр. Ингушский национальный культурный центр. Здесь должно быть огромное количество и организаций, и помещений, и всего, чего угодно. Здесь должна быть... Мы это даже не будем вырезать. Да. Здесь должна находиться наша национальная библиотека. Здесь должен находиться наш этнографический музей. Здесь должен находиться наш филиал ИЗО. Здесь должно быть огромное количество маленьких, больших, мини-музейчиков, куда людям будет интересно. И самое интересное, что просто удивишься, насколько у нас в частных руках маленьких красивых музеев. В Сунже, по-моему, есть женщина, у которой более 300 швейных машинок собрала. Да и смотри. Огромное количество. Буквально месяц назад мы с Питера получили свой груз, и там какой-то человек с Петербурга приехал «Газель», выгружает вот эти старые, как они называются? Радиолы. Огромное количество. Он на несколько миллионов купил вот эти радиолы. Зачем? Я, говорю, всех собираю, коллекционирую. И много у тебя? Да у меня десятки, если не сотни. То есть где-то эти люди в Ингушетии собрать и сосредоточить здесь в Магасе, выделить небольшие помещения им. Представляете, насколько это интересно было бы для туриста? То есть и он бы остановился бы здесь. И к чему я все это говорю? Нам нужна дорога, которая будет свободна, можно будет проехать в горы с Ингушетии. Не скакать по этим нашим бордюрам. Вечно наши проблемы. Теперь на бордюры перешли, да. Но это одна из проблем. То они все связаны. Да, все проблемы наши связаны. Это такая проблема, что из-за них я не хочу жить в своем родном селе. Это правда. Я на полном серьезе говорю. Я считаю, это лучшим местом. От Чулуков до Магаса 30 чем-то километров и 42 бордюра. На километр, на 900 метров один бордюр. И вы думаете, вот турист, который приедет сейчас в горы из Магаса, он не поедет, а поскачет по нашим бордюрам от Магаса через Икажево, там Сурхахи, там Галашки, через эти коровьи лепешки. Ему, думаете, будет интересно? Ему не будет интересно. Хотим развивать туризм, нужно создавать эти условия. И самое интересное, создав эти условия, потратив это средство, мы больше бы на них заработали бы. Ну, может, грубо это звучит, на них заработали бы. Они бы с удовольствием оставили бы эти деньги здесь. И Магас получил бы развитие. Ведь любой город развивается от количества жителей. Чем больше жителей здесь будет. Может быть, кто-то из них приедет, захочет здесь остаться. Я тоже... Одна из самых первых работ была интервью с экс-мэром города Магас, Бесланом Сычуевым. И, по-моему, мы с ним обсуждали этот вопрос. Отсутствие родильного дома в городе Магас. То есть на сегодняшний день, насколько мне известно, нету ни одного человека в этой республике и в этом городе в частности, у которого в паспорте есть в место рождения в графе написано город Магас, Республика Ингушетия. Нету такого человека, по-моему. Если вдруг он не успел доехать до перинатального центра, который, ну, как бы и Магас, и Назрань. Да. Ну, на юрисдикция, скажем так, города Назрань. Если не успел, ну, так получилось, наверное. Я предлагал такой вариант. Может быть, имеет смысл построить частный перинатальный центр, или как его правильно называют? Родильный дом, короче, частный. Почему бы и нет? Где будет стоимость там,
за эту процедуру, скажем так, я не знаю, как ее правильно называть. Потому что на сегодняшний день я знаю многих людей, которые едут в Ессентуки, в Кисловодск, в иные города, где, по их мнению, лучшее качество обслуживания в этой части, скажем так. Построй здесь этот родильный дом, и пускай это стоит каких-то денег, сделать это, усовершенствовать. И вот, пожалуйста, мы возвращаемся к тому, что... Нужен хороший, большой медицинский центр. Не просто это одно здание. Я предложил хотя бы маленький вариант. Самый главный. Будем более масштабно мыслить. Вот здесь как раз-таки мы переходим, опять возвращаемся, вернее, к тому, что Танзила сказала, человек, который здесь родился, вырос там и так далее, он способен будет из него сделать конфетку. А пока родившихся здесь, по большому счету-то, нет? Нет. Это же так? Я же понаехали все, колбасы не купишь. Сидит тут, арендовал студию тоже, да? Будем надеяться, что кем-то мы будем услышаны, не знаю, кем-то по-любому будем услышаны в положительной части, пускай это будет. И чуть-чуть опять назад я хочу уйти, возвращаясь к теме истории, опять же. Даже больше к теме преподавания истории в наших ингушских школах. И знаете ли вы вообще, изменился ли подход или система преподавания истории Ингушетии за последние, пускай это будет 20 лет, 30 лет? Что было раньше, что есть сейчас? Есть ли какие-то вещи, которые необходимо внести для детей в образование именно в части истории, ингушской истории 20 века, совсем недавнего? Мы все понимаем, что депортация и прочие моменты, они есть, но какие-то другие вещи, которые нужно включить, обязательно. Есть ли такие вещи? Есть. И, например, что это? Не только историю, даже элементарную географию. У нас с горной части по Ингушетии протекает от силы 5-6 речек. И у нас не то, что дети, даже взрослые не знают. Есть такая проблема, кстати. Какие реки, где и что протекает. И касаемо истории тоже. Мы живем на кладезь истории. Начиная от горной части до Вознесеновки, здесь, наверное, считая пригородный район, и 100 километров не будет. Но количество исторических событий, количество курганов, археологии, всяких событий здесь, наверное, хватило бы на сотни или десятки исторических фильмов, точнее даже сериалов и тысячи книг. Большая часть населения просто-напросто об этом ничего не знает. У нас знает римскую историю, у нас знает российскую историю, но своей не знает. Насколько мне известно, как раз сейчас выпустили учебники по истории. Эту тему, наверное, все-таки Танзила лучше раскроет. Преподавание – это ее конек. Но населению нужно именно свою историю, местную ингушскую историю изучить. В том числе и новейшую историю. Что происходило и в 1944 году, то, что происходило и в 1992 году, и в 1919, и в 1918 году. Незнание и неправильную трактовку всего этого как раз можете вызвать ненужную абсолютно для нас агрессию. Опять же, касаемо тех же самых событий, иногда наши недруги пытаются нам привить такое чувство вины и чувство какой-то агрессивности. Они собираются на нас напасть из-за пригородного района или из Владикавказа. Нет, мы вообще не собираемся ни на кого нападать. Мы вообще не собираемся с кем-либо конфликтовать. Мы ни одного своего человека не потеряем из-за этих дел, из-за этих земель. Мы будем решать все чисто политически, конституционно, все по закону. И чтобы нас не направляли все постоянно это ненужное русло, людям нужно потихоньку все это разъяснять. На нашей стороне право, на нашей стороне закон. И если люди не будут знать этой самой истории этих событий, я сейчас не ухожу в глубокую древность, я как раз говорю о событиях последних 2 столетий, мы получим больше конфликтов. Даже внутренних конфликтов, даже конфликтов нашей своей собственной власти или со своими органами власти. Поэтому историю нужно изучать. Ты сказал по поводу неправильной трактовки, я хотел поправить. Я когда задал вопрос, сказал депортации. Я уже несколько лет как отошел от этого термина. Я это называю изгнание. Прошу меня понять и простить. Танзила, есть что добавить? К примеру, если мы возьмем с вами изучение истории нашей материальной культуры,
Духовная и материальная культура, она была очень связана. Это целый мир. Вот если вы начнете копаться, вы просто удивитесь. Это целая вселенная вообще того, что люди представляли себе, как они все это связывали. К примеру, мой предок Мао и твой предок Мао, так? Да. Наш предок Мао с тобой. 550 лет назад у нас был общий предок. Этот Мао после себя оставил Маоты, оставил храм, оставил даже псалтырь, оставил X века. Но Мао – персонаж нардского эпоса. Нардский эпос вроде бы выдуман. В нардском эпосе он вообще идет как волшебник, как чародей. У него была говорящая белая змея, у него была звезда ветров. Он был удивительный персонаж. Вроде бы Мао персонаж нардского эпоса, но он тут же твой и мой предок, вполне себе реальный, потому что ДНК, да, у нас показали общего предка, и он у нас идет в родословной у тебя и у меня. Но при этом он еще оставил наследие. Тут же там стоит святилище Сескососа, которое с Сескососа святилище построили сыновья Мао, которые являлись племянниками Сескососа. Мао был женат на сестре Сескососа. Сескосос – один из главных персонажей нардского эпоса. Но святилище его живое, которое можно потрогать, оно стоит. Ты понимаешь, вот трехмерность. То есть он наш предок по родословной. Он оставил после себя башни, но при этом он персонаж нардского эпоса. Вот это вот удивительный, вымышленный и настоящий, живой, реальный мир, он переплетается настолько сильно, что никто до сих пор, никто не показывает, насколько это удивительная вещь, насколько люди жили, вроде бы жили в реальном мире, но при этом и этот вымышленный мир их окружал во всем. То есть они его связывали активно. То же самое, куда ты ни копни, вот тот же самый Гий, да, Гий был там 3-метровый. Говорят, да, в этом можно усомниться, но потом мы видим стелу, а по легенде эту стелу он поставил свой рост, 3-метровую вот эту стелу, он установил свой рост, еще в землю закопал, да, получается. Это удивительно, Чебур, что, очень многие не любят, когда это говорят, но в отличие от очень многих мы все-таки можем потрогать те памятники, которые вроде бы эти вымышленные персонажи оставили. И эти вымышленные персонажи есть в нашем... Они не вымышлены, они есть у нас в родословных. Притом, это очень интересная такая тема, которая в таком виде она нигде не подается. У нас наш фольклор подается как что-то такое очень-очень давнее, очень, которое лежит где-то в сундуке, непонятное, нам, вымышленное, это все фэнтези. А на самом деле это просто целый удивительный мир, мировоззрение людей, который был связан с реальной историей. Это удивительная вещь, которая вот в таком виде она никогда не раскрывается. И я уверена, что если бы в таком виде ее раскрыть нашим детям, то у них, осознание того, что это все связано между собой, оно бы заставило их интересоваться. К примеру, у нас есть там те же самые драконы, да, а как приручить дракона, один из самых любимых мультфильмов детей. У нас есть все виды драконов: лесные драконы, водные драконы, огнедышащие драконы. У нас есть 9-головые драконы, там, я не знаю. Потом дальше идут, есть водный царь, к примеру, да, у которого целая армия была, конница в виде рыб, которая в коней превращалась. У нас есть, я не знаю, и русалки, у нас есть. Кого ты не упомянешь, циклопы, многочисленные различные двуротые великаны, я не знаю, 9-головые великаны, чудовища всевозможные. Чего у нас только нет в наших персонажах. Это удивительно просто. И к тому же еще все эти персонажи привязаны конкретно к существующим географическим точкам в горах. То есть ты вот допустим, Вампелхаст, да, тот же самый, значит, хаст этого самого последнего великана. Вот Вампелхаст и чурт стоит, посвященный вот этому вампелу, да, до сих пор этот чурт стоит, он как бы каменный, его можно потрогать, там же течет эта река, называется Вампелхаст. И, то есть, значит, река великана. Вот Трабачош, они жили, все эти последние великаны заперлись от людей, ушли туда, и вот последние там вымирали. А вот здесь как раз происходило сражение вот этих двух великанов, и там перехитрил их Сескосос, они оба умерли там и так далее. То есть, а вот это Асинское ущелье, Бятр запряг одного из великанов, и он плугом пронесся, и вот так вот он сделал это Асинское ущелье. Куда ты не поставь свою ногу, или куда ты не укажи, обязательно это все связано с персонажами, вымышленными персонажами и существовавшими персонажами. Все в контексте, все вместе.
Кинда Амараш существует, это целый комплекс. Кинда кто? Персонаж нарского эпоса вроде бы, который был женат на великанше. Нет, сын великанши. Его отец был женат на великанше. А тем не менее, Кинда является родоначальником Эгихой, Тергимхой и Хамхой. Ну, это уже настоящий. Вот, то есть, получается, живой Кинда является их родоначальником. Есть Кинда Амараш, а есть вот такой вот Кинда, который был женат, сыном являлся великаншем. Чеборец, у него есть включатель, выключателя нет. Я сижу, думаю над тем, что если вы все это не передаете своим детям, я вам буду крайне недоволен. Надеюсь, что это все детям передается, и они тоже впоследствии это будут знать. Потому что это... Чеборец, это как раз одна из проблем, зачем вы вышли в сеть Миахрия. Проблема в том, что мы все это хотим выдать в сеть, точнее, выдать людям качественно, в виде книги, либо каких-то материалов, а не каких-то там отголосков. И поэтому какие-то части работы у нас идут медленно. Потому что большая часть времени какой-то работы мы тратим на поиск финансов. Например, тот же самый наш музыкальный атлас. Большую часть работы, естественно, мы работаем через федеральный грант. Мы подавали 8 раз. Михаил, можешь показать? Мы подавали на грант 8 раз. 8 раз нас разворачивали. И на 9-й раз у нас грант прошел, и мы издали вот такую книгу. Вторую тоже можешь принести. У меня как бы это одна... Тоже... Работа. Огромная объемная работа. Большая часть, как я и сказал, по деньгам. Это очень сложная работа. Чтобы это передать, это напечатать, издать, это писать, это забирает. Потом. У нас из-за этой книги мы чуть до развода не дошли иногда. Это психологически очень сложно. Вот сказители наши, смотри. Вот эти сказители, они не просто песни пели. Они передавали вот имена предков, которые мы запомнили и перенесли, детям передавали через вот музыку. Вот так я хочу показать в камеру. Да. Здесь подпись «Ингушский музыкант Хаутиев из селения Шуан». Да. 30-е годы. Кстати, это сын последнего жреца. Хаутиева Эльмарса. Эльмас Хаджи. Где можно эту книгу приобрести? Вот прямо перед тобой ты ее и приобрел сейчас. Считай, что это наш подарок для тебя. Это первые гости, которые принесли сувенир не только на розыгрыш среди подписчиков, но и для меня лично. Это будет мне, да? Это тебе. Да, я хорошо. Нет, это мы сейчас отдельно. А если есть люди, которые захотят приобрести, я-то не. Невозможно. Невозможно. Дело в том, что это на федеральный грант. Львиную часть этих книг мы просто-напросто сразу же распределяем по всем библиотекам. Это оговорено. Мы не имеем права их продавать, и мы их не продавали. Кстати, хочу упомянуть момент второй книги. Почему нам пришлось 8 раз подавать этот грант? Так. Это наша первая книга. Дело в том, что когда мы ее издавали, мы тоже подали на грант, но это был наш первый опыт. У нас по гранту было 500 экземпляров на издание. Но нам наши ингушские бизнесмены помогли. Один из них Тейсум Батыгов, владелец Дели Магаса, другой Гапархоев Магомед. И они нам дополнительно дали денег, по-моему, на 200 книг еще, да? Да. 200 или 300 книг. Мы дополнительно на свои деньги издали вот этот орнамент. И в 2019 году, когда были наши политзаключенные арестованы, нужно было небольшое количество денег. На продукты как-то собирали деньги. И мы, чтобы как-то помочь, эту 100 книг отправили на продажу. Чтобы продать эти книги. И все деньги мы отправили на помощь нашим политзаключенным. И нашли здесь залетные журналисты, которые просто сделали скриншоты о том, что мы все-таки продаем эти книги. То есть эти книги якобы должны были бы раздаваться. Они продают книги и отправляют неблагонадежным людям, которые там подрывают чуть ли не государственную нашу целостность. И по этой причине мы долгое время не могли получить следующий. Донос написали на Обыкновенный нас? Донос. Да, о том, что мы продаем книги. Но дело в том, что у нас, кстати, по договору было обговорено, что 500 мы продаем,
для того, чтобы, ну, в дальнейших целях, в целях развития вот этой темы. А 500 мы раздаем. Мы не 500 раздали, мы раздали очень много книг. У Да, нас намного на больше. презентации более 600-700 книг раздали только сразу Да, же. и здесь тоже мы 1000 экземпляров, но мы их, там осталось у нас всего, наверное, 7 штук. Мы все раздали по всем библиотекам. Москва, Питер, по России, по библиотекам, в Союзе композиторов и так далее. России мы раздали. Ставить студию Чаборс ТВ наравне с вышеперечисленными, это дорого стоит. Говоря схожим, Кстати, на обложке вот тот самый инструмент, который мы восстановили. Это чондырк для современного исполнения музыки. Вот именно этот инструмент находится в Росизо в Ингушетии, в Карбулаке, в Петербурге и в Москве. Глинка, да, в Национальный музей музыки мы передали эти музыкальные инструменты. Это тоже дорогостоящее предприятие. Все это. Обязательно, чтобы посетили все, кто будут в Москве. То есть, и возвращаясь обратно к теме, вот следующие наши издания, они будут вот в таком же виде. Формате. И по архитектуре храмовой, и по одежде попытаемся сделать все так же качественно. Здесь даже письмо на этом. На латинице. Да, это архивные записи. Мы вообще 35 архивов мы отработали, 18 музеев отработали для того, чтобы собрать материал на эти 2 тома. И там есть даже песни, мелодии, которые якобы спорные, но там они подтверждены 9 источниками, где вот указано, что это ингушские. В общем, для того, чтобы расставить все точки над «и». Это колоссальная работа. Но у меня есть еще пара вопросов. Касательно той организации Дзурдзуки, которой вы занимаетесь, вот если учитывать деятельность этого общества и современную геополитику, как на ваш взгляд, какое место вы бы определили бы Республике Ингушетия в Большой Евразии, скажем так? Евразия, потому что Европа очень много проживает ингушей. Там, в азиатской части, это и Киргизия, и Казахстан. Как бы вы определили? Какое место мы занимаем? Я немножко перефразировал бы это. Какое место мы должны занимать? Надо занять свое место. Мы занимаем очень важное геополитическое место в Центральном Кавказе. От Дарьяльского ущелья, от Владикавказа нас, конечно, отдавили, но все-таки мы достаточно близко находимся. Мы должны более активно себя проявлять. И в политике, и во всем. А по поводу вот этих ингушей, которые живут и в Казахстане, и в Турции, и в Европе, мне кажется, в данный момент мы слишком разрознены. Вот эту диаспору, ее нужно объединять. И не всегда это дело нужно пускать на самотек. То есть, они там сами объединятся и что-нибудь сделают. Мне кажется, даже отсюда, из Ингушетии, должны пойти какие-то сигналы по объединению. Кстати, в Европе Иса Боков неплохо эту работу проделывает. Да, у нас много там ребят, которые... Они объединяются, они проводят эту работу, они участвуют в мероприятиях европейского уровня. Они дают понять о своем существовании. Нужна только помощь финансовая. Нужна помощь. Опять же, нужна финансовая помощь. Мы почему-то думаем, что раз человек уехал в Европу, там деньги лопатами гребут. Нет, мне иногда кажется, что здесь, в Ингушетии, вот в данный момент мы немножко лучше даже обустроились, чем те, которые уехали в свое время в Европу. Те, которые живут и в Турции, и в Казахстане. Мы не должны эти людей терять, мы должны как-то их объединить, концентрировать. А этногенез, что такое этногенез? Это какой-то определенный политический, жизненный путь, какой-то народ проходит, и на это накладывается национальное самосознание. А из-за того, что они немножко находятся подальше от нас, они не всегда понимают тех процессов, которые здесь, в Ингушетии, происходят. То есть, говоря по-простому, мы можем потерять этих людей. То есть мы должны занимать свое место, быть более активными в политике
и в экономической, и в политической части, и как-то больше привлекать этих людей сюда. И с нашей стороны. Опять же, вот культурная часть тоже к этому имеет большое отношение. Вот мы несколько раз участвовали в фестивалях, вот ездили, например, в Турцию. Ты просто удивишься, насколько они голодны до всего этого. Их интересовала каждая мелочь, их интересовала одежда, книгу, которую мы увезли. То есть люди интересуются, сюда тянутся, к нам тянутся. Я не знаю, может быть, я не совсем по теме. Нет, вот именно архаику нашей культуры видят все, кроме нас. Да. Вот подходят люди и видят, просили, умоляли продать книги. Курхарс, национальный армия, вроде бы, да, это представители тоже народа, у которых богатая культура, но все равно этника очень сильно интересует. И если у тебя есть что показать в этническом плане, что-то отдельное, что-то особенное, ты ценен все равно, ты ценен, всегда ты ценен. Вот о том, какое место мы занимаем. Историческое место мы занимаем, очень серьезное. Мы автохтоны Кавказа. И есть еще автохтонные народы на Кавказе, но тем не менее, вот на Центральном Кавказе мы живем с незапамятных времен. И сколько сюда приходило народов, и сколько здесь было кочевых миграций, и сколько кочевники захватывали, вычищали все эти территории, сколько раз их занимали, сколько раз оттесняли нас в горы, и мы все равно выходили. Но мы же занимали это место все равно. Мы же продолжаем его занимать. Тысячелетия мы же все-таки сохранились. И я что хочу сказать. Почему? Потому что, почему с нами все это происходило? А не могло не происходить. Мы живем в таком месте ключевом. Сегодня у нас, логистика сегодня одна из самых главных ключевых, так скажем, инструментов любой экономики. Так? Сегодня мы находимся на очень удобной логистической точке. Мы должны выжать из нее все, что мы можем выжать. Вот, допустим, туризм, да, но я его рассматриваю только как что-то такое побочное, небольшое. Но я считаю, что вот за счет нашего центрального положения на Кавказе мы должны выжить все, что возможно. У нас есть эти возможности. Как в свое время, в Средневековье и еще ранее проходили здесь торговые пути, из-за которых, кстати, мы и богатели, из-за которых у нас есть потрясающие шелковые одежды на каждой второй девушке, которая похоронена в двух вариантах, то есть в двойных платьях. Это же люди за счет чего? Не за счет сельского хозяйства они богатели, и не за счет скотоводства так богатели. Это только то, что могло их пропитать. Они богатели за счет торговых путей. Нам надо это восстанавливать. У нас есть самые важные для этого сегодня очень нужные инструменты. Может быть, даже в самом лучшем положении из всех народов, окружающих нас, мы находимся именно в этом контексте. Вот касаемо тоже этой дороги с Грузией. Очень сильное обсуждение было по поводу того, что должна проходить, не должна проходить. Искренне есть люди, которые считают, что ни в коем случае не должна проходить, потому что, дескать, там может, с башнями что-то может произойти. Вы проезжали по военно-грузинской дороге, где стоят те же самые башни на скалах, вот прямо вот над дорогой. Сколько лет они там стоят? Столько же, сколько и остальные. С ними ничего не произошло. Эта дорога же функционирует уже как минимум 250 лет. Так же. А почему она не может функционировать у нас? Почему мы не можем зарабатывать на этой дороге и пускать на сохранение этих памятников те же самые деньги? Сегодня есть всевозможные инженерные решения для того, чтобы, в отличие, например, от того же 20 века, да, когда у нас ограничены они были, для того, чтобы максимально безопасно для памятников это сделать. Тем более, что дорогу уже сделали, она есть, автомобильная дорога, там полностью она разработана от начала до конца. Все, что там нужно было раскопать, археологические раскопки там проводились, там сделано. То есть уже никакой памятник там не пострадает. Это, именно его не будут уничтожать. А так имеется в виду, они говорят, что там будет происходить какие-то... Как это вибрации. Вибрации, да, вот именно вибрации. Больших грузов. От транспорта, да. Но это можно тоже обойти, если правильно подойти к этому вопросу. Всего 16 километров нужно просто доработать эту дорогу, чтобы она зафункционировала. Замечательные вот эти вот большие есть... тоннели, которые уже сделаны. Это очень дорогостоящий проект был в свое время, в советское время. Но они готовы. Их не надо больше делать. И это то,
Ну, кто-то там говорил, что там мы с этого ничего не будем иметь. Просто даже тот, кто живет на этой территории, где проходят какие-нибудь транспортные грузы, он всегда богатеет. Всегда в прибыли. За транспортные развязки, за транспортные дороги всегда шли крупномасштабные военные действия. То есть каждый пытался себе, потому что это по умолчанию так. Я не знаю, почему, но все-таки есть люди, которые встречаются. Точно так же они были против и в 80-е годы, против строительства этой работы. Я считаю, что это манипуляции на самом деле. Я считаю, что это сделано теми, кому все-таки не хотелось лишаться своей основной прибыли за счет своей дороги, из-за которой нас тоже в свое время выдавили из Дарьяла. Если эту дорогу построить, вопрос, какое место мы занимаем, вот как изначально твой вопрос, отпадает сам по себе. Ключевое. Эта дорога, расставить все. Не надо будет даже думать, как ответить на этот вопрос. Эта дорога фактически и будет означать, какое место мы сейчас займем. Тем более, учитывая, какие события в мире происходят вокруг, как друг друга они перекрывают дороги, проливы. А существование этой дороги нас поставило бы на несколько пунктов, а на сотни пунктов выше по важности наличие этой дороги. Чуть-чуть о Грузии про Грузию, чуть-чуть еще дополнительно. Недавно в Грузии презентовали 4-томник из 1700 страниц об истории ингушей. Отдельная благодарность за это Мариам Бежиташвили. На ваш взгляд, почему так важно, что это произошло именно в Тбилиси? Именно в Грузии? Грузия всегда являлась нашим историческим союзником. Всегда. И это вопрос не столетий, это вопрос тысячелетий. Мы очень плотно взаимодействовали с ними в различные периоды. Ну, периодически, конечно, бывало так, что в связи с какими-то историческими обстоятельствами эта связь прерывалась. Ну, или, допустим, ослабление той же самой Грузии, или ослабление нас как государственного образования. Но у нас были периоды, когда мы шли вполне себе на равных с Грузией. То есть у них царство, и у нас тоже хорошая государственность, очень сильная армия в тот момент и сильные позиции. Это период существования Дзурдзукетии. Династические браки. А династические браки, вы знаете, возможны только там, где равные возможности. А на тот момент Грузия была довольно сильна. Значит, настолько же сильны были мы. И культурные составляющие были тоже примерно на равных. И сегодня то, что, несмотря на то, что опять случился большой перерыв в наших взаимоотношениях, опять я все-таки считаю, что этому способствовало объединению с Чечней. Еще один минус в эту копилку. Нас перестали рассматривать в какой-то период как автономных союзников, отдельно взятых союзников. То есть нас невозможно было рассматривать вне контекста, допустим, Чечен-Ингушетии. И в этот период у нас шло очень сильное ослабление. Это чувствуется даже по публикациям. До 1944 года идут активные работы грузинских ученых, активно пропагандирующих, активно изучающих и ставящих на очень высокий уровень ингушскую культуру и язык. После 1944 года эти работы затухают. Совершенно другая концепция идет. И очень важно, что были этнографические экспедиции, здесь потом в 60-е, 70-е годы, не все публиковались материалы, и в этих как раз-таки книгах опубликовано большое количество материалов из неопубликованных в тот период. А это очень важный этнографический материал. Даже каждая мелочь там важна. И то, что это произошло в Грузии, опять ставит нас, то есть она обозначает нас как снова отдельных союзников. То есть люди, которые уже имеют, вот ты говорил про место, да, свое место, свою позицию, свою концепцию. И с нами уже считаются. То есть в какой-то момент, когда мы являемся частью чего-то, с нами отдельно уже диалога не идет. Идет с кем? Идет с теми, и мы не имеем возможности влиять на этот диалог. А сейчас мы снова вступили в этот диалог. Это очень важный момент. И само по себе вот эти книги, которые они издали, 4 книги, это 3-томник, они опубликовали огромное количество материала, которые нам до сих пор, мы не имели доступа к ним. Вот, даже
возвращаясь к той работе по храмам, которую мы собираемся сделать, в этих книгах огромное количество материала, который мы сможем использовать в своих работах. То есть нам не надо будет ездить туда, тратить свои средства, работать в архивах, пытаться эти материалы как-то получить. То есть мы сегодня получаем фактически готовый материал, с которым можно будет работать. Добавлю, что мы вот этот как раз материал Анзора Калдани, который они опубликовали, пытались несколько раз раздобыть из архивов, но не получалось по каким-то разным причинам. Но вот теперь он есть опубликованный, вполне доступный. Это очень облегчает нашу работу. Это на самом деле замечательно вообще, что такая... И просто даже замечательно то, что за эту тему взялись, что это сделали, что обозначили эту позицию. Это даже символически очень... Это символично. Отдельно еще раз поблагодарим автора и координатора этого проекта Марьям Бежиташвили. И отметьте Хаммарза Костоева. Да. Который там работал. У меня к вам заключительный вопрос. На него может ответить один из вас, либо можете ответить по отдельности. Чего вы боитесь больше всего в жизни? Сложно как-то ответить. Во-первых, не каждый человек захочет озвучивать, чего он боится. Я даже знаю сейчас, какие комментарии будут на религиозную тему. Типа, я не хочу это затрагивать. Естественно, страх есть всего. Наверное, все-таки за семью больше боюсь. Учитывая, что в мире происходит. Как сказал один чувак, что в мире такого происходит, что если все поедут на Кавказ ездить отдыхать. Так что ситуация в мире такая. Да, за семью, можно сказать. И за семью я имею в виду не только своих детей. Со мной живут мои престарелые родители, мои дети. Рядом живет мой брат. Это, для меня семья – это все. Это вместе взятых. Тем более, я хорошо помню 92-й год. И все события впоследствии, которые были. События в соседних республиках. Я знаю, насколько быстро может ситуация поменяться. И не там где-то далеко, а вот здесь, рядом. У тебя дома. Да, скорее всего, за семью. Если не брать религиозную составляющую... У нас это все по умолчанию. Да, это по умолчанию, конечно, да. Я просто боюсь равнодушия наших людей к своему народу, к своей республике. Для меня это самое страшное. Мы не должны быть равнодушными. Вот чего я боюсь. Равнодушия я боюсь. А пока мы не равнодушны, никакие проблемы нам не страшны. Они рано или поздно решаются. Конкурс. Что получит участник этого конкурса, что он может выиграть от Танзилы Дзауровой и Якуба Гогиева? У нас есть замечательные мастера, которые делают прекрасные головные уборы из чистой, натуральной овечьей шерсти. Он потрясающий и зимой, и летом его можно носить. Покажу. В общем, да, вот. Угу. И у победителя будет возможность забрать этот головной убор и обменять его именно на свой размер у нас в магазине Инстинктика, который если находится... Если вдруг не будет подходить. Да, если не подойдет по размеру. Что должен сделать участник этого конкурса, чтобы выиграть? Поскольку у нас мы с вами сегодня, во-первых, говорили о сохранении ингушского языка, во-вторых, это головной убор сделала Лейла Бурсагова, она как раз занимается ингушским языком. И я хотела бы попросить наших зрителей озвучить свои креативные идеи по сохранению ингушского языка, которые могли бы команды, общественники и, там, может быть, креативные какие-нибудь объединения взять за основу и действительно воплотить это в жизнь. Если будут такие интересные идеи, и идея мне понравится, и она действительно будет уникальной, интересной, работающей, мне кажется, вот так мы и определим победителя. Идея, которая вам понравится, автор станет победителем. Конкурс будет проходить только исключительно в запретграмме в Рилсе.
Это для тех, кто смотрит нас в YouTube. Мне кажется, эта беседа была крайне познавательной, как я всегда говорю, в частности для меня. Ты сегодня сказал, что про 10 лет нас уже через 10 лет не станет. Я хочу, чтобы таких мыслей не было. Дал кардым, мы сдерги масня хаузес, мы тебе сдали дух кошериш, что да, ход долж, галай, камон, пейда не ход долж, что двадцать, дух нахабовый. Желаю вам, чтобы у вас все получалось, и чтобы вы были полезны для нашего общества, для нашей умы. Мне сегодня было крайне приятно здесь находиться в вашем обществе. Дал ряс холшуан, дал мялях дулшуан, дал беркте болхшун болх. Баркал ряс холши борс. Абеш бу болх. Дал да худаба, ницхуну кошел. Амин, дал ряс.